So very good morning. Доброе утро, дамы и господа, уважаемые участники, ваше превосходительство, друзья. Отлично видеть так много участников за этим столом, много знакомых лиц, а также много участников, с которыми мы пока еще не знакомы. Доброе утро. Приветствую вас. Добро пожаловать на сессию по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека. Мы будем обсуждать вызовы в области гуманитарного права, включая контекст вооруженных конфликтов. Представлюсь. Веса Хакинен. Являюсь постоянным представителем либо послом Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе со штаб-квартирой в Вене. И во время этого пленарного заседания я буду модератором. Так что добро пожаловать еще раз. Соблюдение прав человека и основных свобод – это важные приоритеты, а также равенство всех людей. 75 лет после того, как Всеобщая декларация по правам человека была принята, эти универсальные принципы находятся под огромным давлением, потому что наблюдается откат от демократических принципов, о чем мы говорили несколько раз вчера. И верховенство права, опять же, находится под давлением авторитарных тенденций в некоторых уголках региона ОБСЕ. Война России против Украины еще усугубила эти вызовы и проблемы. Во времена войны необходимо защищать права человека на основании международного гуманитарного права и международного права прав человека. Всегда надо соблюдать права человека. ОБСЕ обязалась внедрять принципы международного гуманитарного права и международного права прав человека. Включает это в себя Женевскую конвенцию. Государства обязаны уважать и соблюдать закон, включая международное гуманитарное право и международное право прав человека. Дополнительно ОБСЕ обращают внимание на то, что те, кто виновны в нарушении международного гуманитарного права, будут нести личную ответственность за эти нарушения. Сегодня будем говорить про роль международных организаций в поддержании международного гуманитарного права и международного права прав человека, также в ситуации вооруженных конфликтов. Кроме того, будем рассматривать обязательства государств, которые связаны с методами привлечения к ответственности виновных, если нарушаются права человека и международное гуманитарное право. Уважаемые участники, вы сегодня будете рассматривать эти темы с точки зрения выполнения наших обязательств. Участники будут делиться своими идеями, и мы призываем, чтобы вы делились своими размышлениями, и как ОБСЕ может поддержать соблюдение международного гуманитарного права и международного права прав человека, и как привлечь к ответственности виновных за серьезные преступления, например, военные преступления. Прежде чем участники примут участие в дискуссии, у нас имеются два вступительных доклада наших экспертов. Хочу представить и пригласить ее честь судью Йоанну Корнер. Это судья Международного уголовного суда МУС. Судья Корнер более 45 лет является практиком в области работы адвокатом и судьей. Она представляла Королевский суд Англии и Уэльса и рассматривала такие преступления, как мошенничество и убийство. Она также занималась случаями, связанными с нарушением прав человека. У нее огромный опыт. Она была ведущим прокурором Международного трибунала по вопросам Югославии
с 2004 года, после чего она была юридическим советником по рассмотрению преступлений в Боснии и Герцеговине. Она является выпускником вуза юридического факультета и имеет также целый ряд титулов, является королевским адвокатом и имеет звание компаньона Ордена Святых Михаила и Георгия. Огромное спасибо. Доброе утро всем. Прежде всего хочу отметить, что у меня не так много времени, чтобы раскрыть эту тему. Хочу поблагодарить ОБСЕ за приглашение на эту сессию, поскольку это исключительное событие, исключительное мероприятие. Во время вступления в эту сессию я хочу процитировать следующее. Лица, виновные в нарушении международного гуманитарного права, будут лично привлечены к ответственности. И хочу задать вопрос и рассмотреть этот вопрос. Кем будут привлечены к ответственности? Прежде всего, будут ли это правительства государств, прокуратуры данных государств, в котором были совершены нарушения? Во-вторых, будет ли это Международный уголовный суд? И в-третьих, может быть, это будут другие юрисдикции в соответствии с принципом универсальности. В большинстве случаев первая версия, то есть правительство государств, в котором были совершены нарушения, не является подходящим вариантом. Нарушения обычно происходят на фоне внутреннего либо международного вооруженного конфликта, который привел к полному распаду правительственных структур, или правительства, находящиеся у власти, отказываются предпринимать какие-либо меры. А теперь Международный уголовный суд МУС. МУС был создан в качестве суда, который должен быть комплементарным, дополнительным по сравнению с другими юрисдикциями, которые рассматривают нарушения. Есть определенные ограничения по работе Международного уголовного суда, как вам наверняка известно. Суд может осуществлять свою юрисдикцию, Международный уголовный суд, во-первых, в отношении преступления, которое было совершено в данном государстве, в которой действует данная юрисдикция, юрисдикция Международного уголовного суда. Одно или несколько государств должно сослаться, заявить этот случай в МУС, или же прокурор может начать расследование такого преступления, или же Совет Безопасности ООН может направить такой случай на рассмотрение в МУС. Пока что это было два случая. Во-первых, в случае Судана в 2003-2004 годах, и второй случай это был случай Ливии. В данном случае не было такого рассмотрения по конфликту в Сирии. Другой метод, благодаря которому Международный уголовный суд может рассматривать преступления, инициировать статута, с которым можно ознакомиться, естественно, юрисдикция. Юрисдикция осуществляется, если государство, которое настоящего статута, признает тем самым юрисдикцию суда. Украины. Они принимают юрисдикцию МУС по отношению к 2014 году, аннексии Крыма, и в случае текущего вооруженного بسم الله الرحمن الرحیم درباره که قاعده هایی که در سمیت OBC نو شده است، یعنی هر کسی که میخواهد برآمد کند و مشکلات ها و پیشنهاد های خود را به این سمیت برساند در سیسی هایی که هر روز دو مرتبه انجام می شود با موضوع های مختلف باید با طریق آنلاین ثبت نام کرد. یعنی هر روز
از ساعت 18 تا 18:30 در سسی اول و و بعدا کسی که میخواهد از ساعت 18 بیگا تا 18:30 ثبت نام میکند و برای پگاه در موضوعی که مطرح شده است و پیشکی اون موضوع که برای همه معلوم است با اون صحبت خواهد کرد. پگاه ما هم انشاءالله نماینده پیمان ملی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن مهاجران آسیای مرکزی، فوند بزرگ مهریارов، یعنی همه تشکیلات‌های تاجیکی که ثبت نام شده است پگاه درباره حفظ ژورنالیستان و همچنین درباره شکنجه ژورنالیستان و همچنین شکنجه حامیان حقوق بشر موضوع هست. آنها صحبت میکنند و امیدوار هستم که با این قاعده‌های نو همه ما علاقه شناس شدیم و از پگاه ما هم کار خود را شروع میکنیم و امروز ابتداعا با تمام دلیگات‌هایی که در اینجا هست مثل دلیگات‌ی فرانسه، دلیگات‌ی لیتوانیا و دیگر کشورها صحبت انجام خواهیم کرد و بعضی مشکلات‌هایی که در این کشورها هست و بعدا در تاجیکستان هم نسبت پایمالشی حقوق بشر هست با این دلیگات‌ها صحبت خواهیم کرد. همین است. حالا امروز یگان شانسی صحبت کردن از نوع تشکیلات هایی که شما نامور کردید هست یا نیست؟ نه، امروز افسوس که از دیروز ثبت نام اینه که دین ساعت 6 بیگا انجام شد است. الکی ما پرسیدیم اون لیستی که یعنی که اون برآمد کننده 40 نفر باید باشد، الکی 40 نفر و همچنین 7 نفر اونا با هم رزرو گرفتن، یعنی که 47 نفر امروز برآمد میکنند. شاید که برادران گروه 24 هم ثبت نام شده است و اونها در لیست رزرو هستند. شاید موفق باشند شوند که امروز درباره پایمالشی حقوق بشر برآمد کنند و مشکلات‌های تاجیکستان را آنها بگویند. ولی ما امروز در نظر داریم که یک اعتراض دست جمعانه انجام دهیم با اون فوتبالکا و یعنی پلاکات‌هایی که ما آماده کردیم. انشاءالله ما فکر می‌کنم امروز ما یک اعتراض دست جمعانه خواهیم کرد و بعداً خواهیم دید. حالا از نام سازمان‌هایی که شما نامبر کردید چند نفر در این کنفرانس شرکت و سخنرانی میکنند؟ طبق معلومات ما از همه سازمان‌ها 2 نفر، از پیمان ملی تاجیکستان 4 نفر، از نهضت اسلامی تاجیکستان 2 نفر و دیگر فوند بزرگمهریارov، انجمن مهاجران آسیای مرکزی، حقوق بشری تاجیک در وینا، مثل همین سازمان‌ها 2 نفری و 3 نفری ثبت نام شده است و تقریبا همه الکی در این کنفرانس حضور دارند و طبق نقشه‌هایی که در حاضر مستند کردیم با اون کاربند خواهیم ماند و از پگاه خیلی گفتیم شروع خواهیم کرد. نظر شما چی است؟ چی فرق بین کنفرانس امسال از سال گذشته هست؟ ترتیب نظام در این سامیتی که ما الکی چند مرتبه اشتراک کردیم و هر سال ترتیب نظام الحمدلله بیشتر و خوبتر خواهد میشود. اینه که خوبتر شده است. ببینید مردم با یک طرز نظام میگویند مشکلات خود را مطرح میکنند و خیلی گفتم امسال یک نظام نو یا ترتیب نو با طریق آنلاین جاری کردن برآمدها و همچنین در طریق آنلاین شما میتوانید اون شکل پره برآمد خود را در شکل آنلاینی برای سامیت OBC پیشنهاد کنید و مسئولین این سامیت شکل برآمد پره شما رو در سایت OBC جا میدیم. پیشتر ما میتونیم به نمایندگانش که در اینجا حضور داشتند اون شکل پرهش با طریق ورقی کاغذی میدادیم، آنها این رو با همین طریق چاپ میکردند. اما حاضر ترتیب با نام دیگر است، اونها هم با طریق آنلاین شده است و شما میتونید که از جای 6 تا یعنی که در خانه باشید، اگر شما ثبت نام شده باشید در هاستل باشید، اون میتونید شما برآمد خود را الکی پیشکی به اینها تقدیم کنید. تشکر زیاد. Быстро.
Я уже завершаю свое выступление, потому что осталось мало времени. Универсальная юрисдикция дает возможность Национальному суду преследовать лица за серьезные преступления против международного права. Это преступление против человечности, геноцид, даже если эти преступления не были совершены в государстве, в котором проводится расследование. 2012 год Amnesty International сообщила, что в общей сложности 163 из 193 государств-членов ООН могут осуществлять универсальную юрисдикцию в отношении одного или нескольких таких преступлений. Испания является одним из самых активных государств в данном случае. Например, в случае геноцида в Гватемале, в случае сальвадорских чиновников, где преследовались виновные за убийство 6 священников и иезуитов. Геноцид в Руанде расследуется во Франции и в Бельгии. Наверное, в Великобритании скоро тоже будут рассматриваться эти преступления. Есть также другие механизмы ООН, которые помогают рассмотреть ситуацию в Сирии и Мьянме. И в случае сирийской ситуации были случаи рассмотрения преступления, например, Норвегия и Германия были бы примерами такого рода преследований. Сенегал, 2016 год. Диктатор из Чада был привлечен к ответственности за преступление против человечности. Поэтому надеюсь, и я считаю, что надежда в том, что будем продвигать универсальную юрисдикцию. Огромное спасибо за внимание и прошу прощения, что я так долго выступала. Спасибо большое, госпожа Джоанна Корнет, за то, что вы представили тематические вопросы и экспертные знания и со стороны суда. Я очень рад это слышать. К сожалению, мы слышим, что некоторые международные организации страдают из-за нехватки финансовых средств, и вокруг нас очень много вопросов. Не только Украина, вы упомянули также другие страны, с которыми мы сталкиваемся каждый день в новостях. Я хочу представить следующего выступающего, который поделится с вами вступительным словом. Я хочу поприветствовать от всего сердца госпожу Ольгу Решетилову, которая является начальником медиа-инициативы по правам человека. Эта организация формулирует свою миссию. Это команда, которая внедряет изменения во внутренней политике Украины. Она информирует украинцев о нововведениях в международное право. И госпожа Ольга является одним из учредителей этой инициативы. Она раньше редактором в политической газете, она была корреспондентом медиа в СМИ. Она стала учредителем одного из самых крупных фондов, которые поддерживают военнослужащих в Украине. И она также является членом комиссии по противодействию коррупции. Она также была удостоена премии награды ОБСЕ. Спасибо, господин посол. Спасибо за приглашение и эту возможность выступать перед вами. Прежде чем начать, я хочу упомянуть, что сегодня национальный момент
тишине был объявлен в Украине. Я хочу пригласить вас к минуте тишины за тех, кто умер во время агрессии. Thank you. Спасибо. Госпожа Корнер говорила о глобальных вопросах. Я буду говорить о конкретных случаях, но это все касается верховенства закона и справедливости для каждого, для всего, для всей планеты. Где-то в ноябре 2021 года в Киеве проходила небольшая конференция по международному гуманитарному праву. В ходе мероприятия представительница одной уважаемой международной организации в своем выступлении заявила, что после 7 лет исследований они не нашли доказательств эффективного контроля России над оккупированной частью Донбасса. До полномасштабного вторжения России в Украину оставалось в мире правозащитников и юристов продолжались ожесточенные споры о том, есть ли на востоке Украины элементы международного вооруженного конфликта, или это все еще считается внутренним конфликтом. Помните, сколько времени и сил мы потратили на обсуждение российского присутствия в Донбассе и Крыму? А что сейчас? Неужели кто-то до сих пор сомневается, что в 2014 году русские оккупировали часть Украины? Я пытаюсь здесь сказать, что зачастую нам не нужны сложные судебные конструкции, чтобы признать очевидное. Слишком много времени тратится на споры, когда ситуация явно требует действий. Очевидно, что Россия строит сеть диктатур и авторитарных режимов по всему миру. И очевидно, что российские войска совершают преступления против человечности и, скорее всего, геноцид в Украине. И очевидно, что они не собираются останавливаться на Украине. И до боли ясно, что система международных организаций слишком слаба, чтобы эффективно противостоять такому вопиющему злу. Я не буду претендовать на то, чтобы предложить всеобъемлющее решение для изменения этой реальности. Это задача для честных и стратегических дискуссий между правительствами, интеллектуалами и гражданским обществом. Но что я могу сделать? Так это предложить несколько тактических шагов, основанных на работе инициативы СМИ за права человека, которые могли бы помочь на данный момент. Преследование гражданского населения на оккупированных территориях – это систематическая политика Российской Федерации. Это очевидно для всех, кто работает над этой проблемой. Это подчеркивается и в недавнем докладе Московского механизма ОБСЕ. И мы будем говорить об этой проблеме во время сайт-ивента, который пройдет в четверг, и я приглашаю вас принять в нем участие. На сегодняшний день медиа-инициатива по правам человека выявила 1887 задержанных гражданских лиц. Это далеко не окончательное количество. Россия держит этих людей в изоляции, что крайне затрудняет получение информации о них. Более того, насильственные исчезновения и произвольные задержания на оккупированных территориях продолжаются ежедневно. Эта практика продолжается уже 11 лет, почти 11 лет. При этом ни Украина, ни международные сообщества не предложили эффективного способа их освобождения. В феврале 2024 года было объявлено о создании коалиции государств, призванной работать над освобождением гражданских задержанных, но пока никаких результатов нет. Однако недавнее освобождение российских заключенных показало, что при наличии воли и политической решимости способы давления на Россию действительно могут быть найдены.
Наше предложение – создать специальный аналитический центр с привлечением лучших международных экспертов, который разработает и представит коалиции конкретные шаги по освобождению этих людей. Также Россия продолжает пытать и убивать в местах заключения, куда нет доступа никому, включая Международный комитет Красного Креста. Это в равной степени относится как к гражданским лицам, так и к военнопленным, которых русские часто держат вместе. Нам известно о более чем 100 местах содержания под стражей на оккупированных территориях и по всей России. 99% свидетельств, которые мы получаем от людей, освобожденных из плена, они рассказывают о жестоких пытках, бесчеловеческом обращении, нехватке еды и воды и отсутствии медицинской помощи. Россия вернула украинской стороне более сотни тел людей, погибших в плену. Среди них есть и те, чей плен был подтвержден Международным комитетом Красного Креста. Освобожденные из плена говорят, что таких издевательств не было бы, если бы хоть кто-то мог посещать тюрьмы. У ОБСЕ есть мандат и возможности для создания мониторинговых миссий. Я понимаю, что это политически сложно, но в состав этих миссий не обязательно должны входить представители западных стран. В их состав могут входить представители, например, Центральной Азии. Я убеждена, что среди наших коллег из Казахстана, Киргизстана, Узбекистана есть много преданных своему делу правозащитников, и вы можете присоединиться к этой миссии или начать ее создание. Лишение права на справедливый суд – еще одно преступление, которое Россия совершает против украинских гражданских лиц и военнопленных. В Ростове и других российских оккупированных городах идут сотни судебных процессов против украинских граждан по полностью сфабрикованным делам, основанных на показаниях, полученных под пытками. И, естественно, это не имеет ничего общего с правосудием. Этими судебными процессами Россия преследует несколько целей. В отношении гражданского населения эти процессы являются продолжением преследования. В отношении украинских военнослужащих, осуждая их, россияне стремятся переложить вину за собственные преступления, совершенные на оккупированных территориях, на украинскую сторону. Именно поэтому в России проходит так много судебных процессов против защитников Мариуполя. Россия пытается обвинить Украину, военнослужащих, в разрушении города и гибели десятков тысяч мирных жителей. Но есть и более широкая цель. Россия создает свою собственную параллельную правовую реальность, пытаясь подорвать систему международного гуманитарного права и международного права прав человека. Они доводят ситуацию до абсурда, называя это правосудием и требуя, чтобы мир признал его легитимность. Вот почему так важно присутствие отважных дипломатов в российских судах во время процессов над украинцами. Крайне важно. Мы призываем все международные сообщества, чтобы приостановить это. Крайне важно задокументировать это преступление и никогда не допустить, чтобы его называли правосудием. Закончить я бы хотела фразой, которая мне очень нравится, потому что она очень верна. Международные права всегда опаздывают на одну войну. Я считаю, чтобы мы Сегодня день переписи, сегодня давайте сделаем заметку. Первый день о чем? Заседание первого дня о правах человека, о общем правах человека. Спасибо, Ольга, за этот важный посыл. Итак, пришло время предоставить возможность выступить нашим участникам. У меня очень-очень длинный список выступлений. Спасибо, что вы зарегистрировались. Я полностью уверен, что мы, наверное, не успеем все это вовремя завершить, но можно свои заявления в письменном виде. Прав человека, да. В области прав человека.
Вот спикер задавай тон, а я буду реагировать. Надо громче говорить. Салам алейкум, дорогие братья. Мы сегодня в первом дне планерное заседание саммита ОБСЕ. Сегодняшняя тема международное право в области прав человека. И я хочу на этой теме поговорить с нашим братом, с нашим братом Русланом Кутаевым. Брата Руслана вы знаете по наших эфирах. Он часто выступает вместе с Кабири и Русланом Айсином. Руслан, брат, вот расскажите, пожалуйста, свое введение в область международного права и прав человеческих прав в ОБСЕ. Что вы видите? Так как вы первый раз, какие ваши ощущения? Что нового вы для себя? Ассаламу алейкум. Приветствую всех зрителей. Сегодня действительно первое пленарное заседание. Тема очень интересная. Права человека, международное право, гуманитарное право. И здесь нам есть о чем поговорить и что сказать. Дело в том, что прежде всего и в коридоре, и между сессиями и заседаниями мы, встречаясь с разными делегациями европейских стран, мы хотим говорить прежде всего за права мусульман на постсоветском пространстве. Сегодня особенно это актуально, потому что разъяренная от полученного сопротивления Украине российская власть, российский режим, он в отношении мусульман открыл действительно фронт самой России. Это нарушение всех норм прав человека. Это нарушение мыслимых и немыслимых, скажем, фундаментальных прав элементарного человеческого проживания. И поэтому здесь нам есть о чем говорить. Мы записались в разных программах, мы будем выступать. И здесь, собственно говоря, сегодня и завтра, и послезавтра все это мероприятие, эта конференция посвящена в целом, в общем, по защите прав человека, прав гражданина, прав страны и так далее. И поэтому надеемся, что мы несем свой вклад для защиты людей, которые в этом нуждаются, граждан Кавказа, России, Центральной Азии. Поэтому, я думаю, нам в конце конференции будет чем поделиться с вами, и мы с удовольствием это сделаем. Спасибо, брат. Смотрите, брат Руслан. Дело в том, что очень большое количество наших граждан, да, из Средней Азии, мигранты работают в России. По вашему видению, какие вызовы ждут наших мигрантов, наших братьев в России? Сегодня очень тяжелые времена для граждан из центральноазиатских государств. Почему? Потому что российские спецслужбы для достижения своих меркантильных целей виновными назначили их. А таджиков они совсем обозначили, точно так же, как они это делали в 90-е годы в отношении чеченцев. Будучи чеченцем, я знаю, как это происходит, как это проходит. И поэтому очень тяжелые для вас времена. Хочу напомнить, недавно, буквально неделю назад, может чуть больше, в Краснодарском крае 2 таджиков незаконно обвинили, что они в одном случае говорили, что они изнасиловали девочек, потом говорили, что они пытались изнасиловать девочек, каких-то 12-летних, малолетних. Но это не соответствовало действительности, и там же находившиеся чеченцы и дагестанцы заступили за них и сказали, что вы их обвиняете не по праву, они не делали этого.
И вот тогда и власти, и Росгвардия, и МВД, и ФСБ, и местная шпана бандитствующая, и русская община, все они вышли, и они начали жестоко избивать и таджиков, и чеченцев, и дагестанцев. Это, к сожалению, вас ожидает сейчас по всей России. Репетиции идут сейчас на юге России, они не только на юге. Только позавчера одновременно в 7 регионах России, в 7 областях проходили нападения на нерусских. И вот эти времена, вот это где-то, я думаю, полгода это будет только усиливаться, увеличиваться. Почему? Потому что Россия на фронтах будет проигрывать, и вот этот горечь поражений они попытаются возмещать на мусульманов, на граждан Центральной Азии, Кавказа. И поэтому ни в коем случае вам нельзя поддаваться на провокации. Вы ни в коем случае не должны ссориться с друг другом. Вы должны находиться в компании вместе, вы должны быть поддерживать и будут стравливать друг друга, и будут направлять друг друга. Вот этого надо избегать, надо находиться вместе. Если какие-то молодые по своей горячности что-то делают, старшим, мудрым, более зрелым, надо быстренько вмешиваться, останавливать конфликт, потому что ни в коем случае нельзя ссориться. Надо, чтобы выжить, они должны быть вместе. Чтобы выжить, это в равной степени касается всех. И представителей центральноазиатских стран, и представителей Кавказа, и Поволжья. Чтобы выжить от этого русского фашизма, они должны быть вместе и должны поддерживать. Спасибо за хороший такой ответ. Знаете, я в 90-е годы, вот как раз начало 2000-х, тоже жил в России. Я более 20 лет жил в России. Я помню эти времена, тяжелые времена для чеченского народа. Я не скажу, что тогда таджиков или там граждан Центральной Азии не трогали, но нас хотя бы не трогали так, как давили на народы Кавказа, да? Особенно на чеченцев. Те ощущения, когда были у меня в 90-е годы, да? Вот сейчас они вернулись как бы прямо на нас. Да? Любой, кто сейчас таджик, да, в России, он себя не чувствует безопасно. Мы не находимся в безопасной зоне, но при этом мы вынуждены быть в России. У нас нет другого варианта. То есть для каких-то отдельных людей есть, да, но для основной массы, которые вынуждены жить в России, другого варианта нет, потому что наше государство не смогло за эти 32 года независимости обеспечить своих граждан рабочие места, в условиях нормальной жизни. Мы не просим граждан Таджикистана не такие требования. Мы не просим такой хорошей жизни, да? Мы просим нормального человеческого жизни, которого наше государство не смогло обеспечить. То есть мы вынуждены приехать в Россию, работать в России, да? При этом мы знаем, что Россия для нас якобы стратегический партнер. Но этого стратегического партнерства мы, граждане таджики, чувствуем только у власти. Вот, между властью, да, Рахмон, они очень хорошо защищают. Все интересы Рахмона Россия защищает. Но вот за эти более 30 лет нашей независимости я ни разу не видел, что российские власти защищали интересы народа, интересы таджикстанцев или среднеазиатцев. Да, они всегда за интересы властвующих, да, так как всегда в Таджикистане, ну и в других республиках Средней Азии, ставленники, президенты, они ставленники России. Это уже не секрет. В принципе, как и на Кавказе, да? Вот, а теперь я понимаю, что мы обречены быть вместе. То есть быть дружными между собой, ну, не поддаваться на эти мелкие конфликты, которые бывают везде. Они есть везде, да? Спасибо вам за хороший совет. Я надеюсь, что мы будем продолжать наши эфиры, потому что у нас вот все эти дни, которые мы будем здесь находиться, будет много эфиров, да, на разные темы. Мы постараемся для наших зрителей рассказать об этих заседаниях,
Что происходит тут, какие наши рекомендации были славы обращения участникам ОБСЕ. Я надеюсь, что мы будем вместе еще не раз сделать. Обязательно выйдем, здесь ты правильно сказал, стратегические союзники являются Рахмон и Путин. Они защищают интересы друг друга, а народ, особенно таджикский народ, он брошен на произвол. В равной степени этот народ преследует у себя на родине власть Рахмона, сам Рахмон, его семья, а в России при попустительстве властей Таджикистана, а то и откровенного поощрения таджикских спецслужб, их продолжают преследовать российские спецслужбы. К сожалению, они не защищены, к сожалению, они, таджики, им приходится выживать самостоятельно. Еще раз говорю и настаиваю, сегодня в России наступают смутные времена. Фашистующие русские патриоты, власть российской, они объединились. Спецслужбы поднимают вот этих фашистов. И все это направлено против нерусских, против мусульман. Поэтому еще раз говорю, таджики, центральноазиатские граждане, кавказцы, чеченцы, объединяйтесь, не ссорьтесь, находитесь вместе. В противном случае вас будут, извините меня, мочить. И поэтому будьте вместе и защищайте себя. Развития. Пожалуйста, Сербия, вам слово. Спасибо, господин председатель. Я выступаю от имени комиссии по вопросу лиц, пропавших без вести. Мы уважаем право, в том числе то, которое касается лиц, пропавших без вести. Обычно это проходило в 1980-х годах во время вооруженного конфликта в Сербии. Сейчас эти люди не могут больше высказываться, несмотря на то, сколько времени прошло с момента, когда они пропали. Их семьи постоянно их ищут. 70% кейсов решается. Согласно отчету, еще не хватает 9 тысяч лиц, которые пропали без вести и до сих пор не были найдены. Для Сербии судьба лиц, пропавших без вести, является очень важной проблемой политической, общественной. И там те, кто несет ответственность за этот вооруженный конфликт, должны быть приведены к ответственности. В практике мы принимали участие в опознании многих тел лиц, которые были найдены. Их судьба в регионе и особенно в регионе требует присутствия и мониторинга соответствующих органов, таких как ICAP, и согласно их мандатам. И важность этого процесса подчеркивает документ, который был подписан в 2013 году в Лондоне, и соответствующие органы Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории подписали план действий, и это уникальный механизм совместной работы органов по лицам, которые пропали без вести. И представители стран, где проходил вооруженный конфликт, должны предоставить доступ к документации для
находки этих лиц. Спасибо. Огромное спасибо. Теперь Центр по экономическим и социальному развитию, после чего будет выступление Великобритании. И Центр экономического и социального развития Баку, Азербайджан. Уважаемые делегаты, уважаемые коллеги, хочу обратить внимание на международное гуманитарное право, международное право прав человека. Эти виды международного права защищают человеческую жизнь, достоинство и основные свободы. Есть универсальный подход к соблюдению прав человека и свобод, независимо от расы, этнического происхождения, религии. Здесь прописаны такие права, как право на жизнь, равенство, свободу выражения мнения. Международное право прав человека прописано во многих документах, и все права взаимосвязаны и должны защищаться комплексно. Международное гуманитарное право, с другой стороны, это связано с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов. Прописаны правила подхода к военнопленным и защита культурного наследия. Международное гуманитарное право призвано снижать уровень страдания. Азербайджан и гражданское общество Азербайджана делают все возможное, чтобы защищать права человека, в том числе уязвимых групп. Азербайджан продвигает реформы, повышается уровень осведомленности на тему прав человека. Центр по социальному и экономическому развитию. У нас есть своя миссия, чтобы продвигать эти вопросы по направлению искоренения неравенства, а также улучшения прозрачности благодаря деятельности гражданского общества. Спасибо. Спасибо. Теперь делегация Великобритании в ОБСЕ, а потом представитель Нидерландов. Пожалуйста, вам слово. Великобритания. Спасибо большое, господин председатель. Меня зовут Кейсел Камерон. Я из Лондона. Мы действительно обеспокоены тем, что проходит вокруг международного права прав человека и международного гуманитарного права в Украине. Как мы все знаем в этом зале, существуют отчеты разных организаций, которые показывают масштаб преступлений в Украине. И это разрушение критической инфраструктуры, это принужденные переселение детей, а также преступления на оккупированных территориях. И в связи с этим очень легко чувствовать себя беспомощным. И я говорила об этом на прошлой неделе, и говорилось о том, что сейчас мы имеем дело с фатализмом, но мы не можем принимать этого конфликта, нестабильности и несправедливости, и мы не можем думать, что мы не можем этого изменить. И потом мы выслушали выступление, в котором говорилось о том, что надо принимать меры также в Газе, принимать меры в Судане. И международное сообщество должно стоять вместе, особенно в Украине, и привлечь к ответственности всех преступников. Поддержка Великобритании в Украине будет продолжаться. Мы уже передали 1 миллиард фунтов в рамках гуманитарной помощи с момента начала войны. И мы будем продолжать поддерживать действия организаций, и мы будем поддерживать также действия, связанные которые направляются в Европейский суд по правам человека, а также мы будем поддерживать работу правозащитников, журналистов в Украине. Существует ассоциация правозащитников в Украине, которые предоставляют отчеты. И
которые хотят привести к тому, чтобы справедливость была достигнута. И, они хотят защищать гражданское население, и благодаря коллективной работе мы хотим добиться справедливости и выполнения международного права. Спасибо. Огромное спасибо. Теперь Голландия и Румыния от имени ЕС и Голландия. Спасибо большое, председатель. Голландия полностью поддерживает выступление Европейского Союза, и от имени нашего государства несколько комментариев. Почти 2,5 года и даже более война продолжается в Украине, и таким образом права человека находятся под огромным давлением. Ситуация на глобальном и региональном уровне очень сильно ухудшилась. Ближний Восток, Судан, не только Украина. Преступники чувствуют себя безнаказанными, но это мы должны принимать решение, будут ли они привлечены к ответственности. Не может быть безнаказанности тех, кто совершают международные преступления. Будучи государством, в котором расположен Международный уголовный суд, мы обращаем внимание на то, что привлечение к ответственности, справедливости, правосудия должны восторжествовать. Все это требует не только слов, нужна конкретная поддержка и политическая приверженность этим целям. С Германией, Канадой и Австралией мы будем привлекать Афганистан к ответственности за нарушение прав женщин и девушек. И ИГИЛ тоже должен быть привлечен к ответственности. И поэтому Голландия будет делать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления. Будем восстанавливать справедливость для Украины, чтобы поддержать формулу мира Украины. И прокуроры, международные и региональные организации занимаются фиксированием преступлений, и также гражданское общество нуждается в нашей поддержке. Зафиксирование деяний международных организаций шокирует. Есть свидетельства того, что принимались пытки, задержание гражданского населения, пытки по отношению к военнопленным и депортация детей. Разрушение гражданской инфраструктуры в Украине очень сильно отражается на уровне жизни населения. Необходимо привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях, и в какой-то момент справедливость будет восстановлена. Борьба с безнаказанностью должна продолжаться. Огромное спасибо, господин председатель. Спасибо большое. Теперь следующая Румыния от ООН, а потом университет Марии Кюри-Складовской в Люблине. Пожалуйста. Спасибо, господин председатель, посол Румынии. Я имел честь представлять заявление со стороны Европейского Союза. Итак, Северная Македония, Черногория, Грузия, Украина, Исландия, Лихтенштейн и Андорра. Российская Федерация уже более 30 месяцев ведет войну против Украины и наводит там массовые разрушения. Неспровоцированная и несправедливая война против Украины продолжается. Мы обеспокоены нарушением прав человека в связи с этим. Не только страдает гражданское общество, но также критическая инфраструктура. Нет тут принципа пропорциональности, а также превентивных мер. Российские военнослужащие используют оружие в заселенных пунктах. И Россия эскалирует эту войну. Мы напоминаем
России, что атаки против гражданского заселения являются нарушением международного права, являются военными преступлениями. Существуют многочисленные доказательства, которые имеются от ООН, и, к сожалению, отчеты московских механизмов, а также те от независимых моей комиссии запросов и Украине, которые проводятся Россией, являются преступлениями, говорят о том, что Россия совершает преступления против человечества. Существуют экзекуции, пытки, жестокое обращение и содержание в нечеловеческих условиях. Проводятся также незаконные депортации военнопленных. Тысячи лиц гражданского населения были подвержены фильтрационным действиям, а также содержатся под стражей. Нет безнаказанности за военные преступления в России против Украины. Все те, кто отвечает за эти преступления, должны быть привлечены к ответственности. Мы будем продолжать требования от России освободить лиц, которые были незаконно лишены свободы. Максим Петров, Дмитрий Шабанов, и мы поддерживаем всех в этой области. Спасибо. Thank you so much. Огромное спасибо. Теперь университет имени Марии Кюри Складовской, Люблин, после чего миссия благотворительного фонда Украины. Огромное спасибо. Тигран Аханьян, исследователь по вопросам международного исследования из Люблина, из университета имени Марии Кюри Складовской. Уважаемый председатель, уважаемые участники, дамы и господа, великолепно известен факт, что авторитарные режимы нарушают права человека, и международное гуманитарное право нарушается по сравнению с демократическими государствами из-за того, какой у них строй и какие у них приоритеты. В международной политике авторитарные режимы ведут себя агрессивно, необузданно и консолидируют власть и делают все возможное, чтобы режим выстоял. Они гораздо чаще начинают вооруженные нападения на другие страны, не соблюдают международное гуманитарное право и международные протоколы. Если отсутствует наблюдение за их деятельностью, эти режимы приводят к тому, что применяется насилие, запугивание для того, чтобы реализовать свои цели в международной политике, что имеет свои последствия для гражданского общества и для международных стандартов. По сравнению с ними, демократические государства гораздо чаще соблюдают международное гуманитарное право и международное право прав человека в своей международной политике, потому что действует система checks and balances, то есть система наблюдения за выполнением своих обязанностей правительством. И существует свободная пресса, свободные СМИ, а также гражданское общество. И благодаря этому соблюдаются международные нормы. В авторитарных режимах дипломатия занимается тем, чтобы подавлять какие-то демократические подходы любыми силами. Нарушаются международные законы в международной политике. Отсутствие ответственности приводит к тому, что они представляют собой угрозу для глобального мира, безопасности и защиты человеческого достоинства. Это авторитарная логика, которую мы наблюдаем. Уважаемый господин модератор, Азербайджан
в качестве авторитарной системы считается со стороны международных организаций. Демонстрируется нарушение международного гуманитарного права и международного права прав человека, также в области международной политики, то есть по отношению к демократической Армении. Эта обеспокоенность разделяется многими достойными акторами, и нарушение международных правил наблюдается. Прошу прощения, пожалуйста, завершайте свое обращение. Когда началась война 44 дней в 2020 году и с сентября 2019 года в Нагорном Карабахе, Азербайджан нарушал ключевые принципы международного гуманитарного права. Господин модератор, международные организации, гражданское общество обращают внимание на то, что должна быть обеспечена ответственность виновных за их преступления, за их деяния. Применение насилия по отношению к армянам. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوبات خیلی خوب است که شما در این سامیت OBC ثبت نام شدید و حضور خودتان را در اینجا برای ما روشن کردید و حضور شما انشاءالله که چند سوالها داریم. مثلا می‌خواستم درباره همین ژورنالی که هر سال کمیته نجات نشر میکند یک معلوماتی پوره میدادید که از کدام سال آغاز شد این کار و چندم شماره ما دیده ایستم که الان این پنجم شماره شما چاپ کردید. مرحمت درباره این ژورنالی که هر سال نشر میشود معلومات میدید. خب تشکر به نام خدا. خب خیلی که شما دیده ایستید. خب الهام جان شما هم به واسطه مدت این چند سال با ما در کمیته بودید. کمیته ما سال 2018 با فعالیت شروع کرد و ما در این مدت 6 سال توانستیم که 5 تا مجله نشر کنیم و به مهمانان سازمان امنیت همکاری اروپا که جلسه‌های حساس در شهر ورشو کشور لهستان دایر می‌شود پیشکش کنیم و اون باقی مقام هم هست اونجا خیلی که شما مشاهده می‌کنید از سال‌های قبلی حتی حاضر اینها هم برای خود طلبکار دارند بسیار میان که از اون چند سال قبل ما لازم است و امسال ما فقط یک سال ما نتوانستیم بنا بر سببی که کرونا بود این وضعیت پاندمیا در این مدت 6 سال پنجمین مجله ما تاجیکستان وضعیت اخبار حقوق بشر برای زبان انگلیسی بیارید یک تا زبان ما با دو زبان نشر کردیم با زبان تاجیکی و تاجیکستان وضعیت اخبار حقوق بشر سال 2024 و همچنین با زبان انگلیسی و با زبان روسی هم طریق الکترونیکی آماده شده و در دسترس هست. و این مجله امساله ما عبارت از هر سال با حدود صفحه 60-70 صفحه بود. امسال در 102 صفحه عبارت از یک دو صفحه و 24 مطلب در اینجا و نشر شده. 24 مطلب همه از هر یک نفر از اعضای کمیته یک مطلب دو مطلب رو آماده کردن به زبان تاجیکی به زبان روسی و بعدا به زبان انگلیسی نشر کردیم که امروز شما چطوری که رسیده در اینجا ما اینو پیشنهاد کردیم. بسیار خوب واقعا کار شما نظررس است که مردم ملت تاجیک از آن خبردار است و من در اینجا دیدم که نماینده کمیته نروژی هلسینکی ماروس کوستوم در اینجا در اولین نشر شما یعنی که ژورنال شما اون مصاحبهش چاپ شده است. شما بگویید که آیا این همکاری زیست دارد و از کمیته شما الحمدلله شما که با این تمام سازمان‌های بین‌الملل همکاری دارید می‌فکرم که درباره کمیته هلسینکی و ماروس کوستوم یک معلومات بدید که چگونه با اون چه گزارش‌ها می‌دید و چگونه با شما همکاری دارد.
جناب مریوس همیشه با ما از روز اول تشکیل کردن کمیته با ما همکاری می‌کرد. همیشه با ما در رابطه و در جریان هستند از مسائل زندانیان تاجیکستان و امروز هم خیلی درجه می‌بینید تحریم رحمان وسیله برای حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان مطلب توسط این آدم درج گردیده است، آماده شده است، ما اینجا درج کردیم و همیشه خیلی ببینید که این سازمان که از سازمان‌های بانفوذ است و همیشه از این مطالب‌های ما از دیگر اون مطلب‌هایی که ما در سایت زندانیان می‌گذاریم ایشان استفاده می‌کنند و خیلی که می‌بینیم همیشه اونا هم از خودشون از هم مهنت و زحمت‌های خودشون و هم از زحمت اعضای کمیته که در این مجله گیر میارن اونها استفاده می‌کنند و گزارش هم می‌دهند. بسیار خوب بگوید که در اینجا پیشنهاد شده است که باید سازمان‌های بین‌الملل حکومت رحمان و تیم رحمان را باید تحریم اعلام کنند. آیا و کمیته نجات کمیته شما به همین چی این پیشنهاد را دستگیری می‌کند و این یکی از پیشنهادهای بهترین است و اصلا برای اینکه در تاجیکستان واقعا انسان پایمال می‌شود کمیته نجات غیر از تحریم کردن امام رحمان چه پیشنهادها دارد؟ ما همه اون پیشنهادها و اون تلاش‌هایی که کمیته می‌کند اینجا در مجله ها درج کردیم و شما شخصا خودتون می‌دونید که همیشه با همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر ما پیشنهادات خود را می‌کنیم که همیشه در رسانه‌ها نشر می‌شود و در سایت ما هم نشر می‌شود. همچنین با سازمان‌های حقوق بشری مراجعت می‌کنیم و با کشورهایی که در آنجا حقوق انسان حمایت می‌شود و حقوق انسان قدر دارد اون رفتارها اون دیگر قانون‌های نوشته که در تاجیکستان از وزیر نه آزادی سخن است در آنجا و نه روزنامه‌نگاران میتونن که آزاد فعالیت کنند و نه احزاب‌های سیاسی که شما خود شاهد هستید که دیگر همه احزاب‌های سیاسی و همه اون روشنفکرانی که روز به روز ما شاهد هستیم در رسانه‌ها می‌بینیم که اونها روانه زندان میشن. ما همه این چیزها را همه این دهشت‌هایی که در تاجیکستان سر مردم می‌آورند ما اینا را همیشه با فکت و سند و دلیل با همه سازمان‌های بین‌الملل می‌فرستیم با کشورهایی که اونا همیشه حمایت از حقوق انسان می‌کنند و خب دیگر مثل که نشان می‌دهد که ما از حقوق انسان حمایت می‌کنیم. ما همه این فکت‌ها رو می‌فرستیم و جوابش هم همیشه می‌گیریم و با اونها در رابطه هستیم. ولی دیده ایستادم که در اینجا سازمان‌های بین‌الملل و دیگر سازمان‌های هم حقوق زندانی‌های بدخشان را تهدید نداده است و دیده ایستادم که کمیته نجات اولین سازمان است که رویخط پوره زندان‌های بدخشان را در اینجا درج کردند که خیلی افتخار سازمان است که تمام معلومات را جمع کند. میگوید که این رویخط‌ها پوره است و چگونه به دست آمد و این رویخط‌ها را با دیگر سازمان‌های بین‌المللی هم مطرح کرده است. بله شما چه که می‌دونید نه تنها و همچنین می‌خواستم که درباره خود وضعیت بدخشان در این در نه تنها رویخط زندانیان بدخشان که فکر می‌کنم که فهمش با هم بود در رویخط زندانیان بدخشان و در دیگر مجله‌ها ما همه زندانیان بدخشان فقط از رویخط زندانیان بدخشان برای شما بدخشان خاصتر آوردیم که در اونجا شما دیدید که جبر و ظلم از حد زیاد شد، مردم زیاد در یک مدت کوتاه شهادت رسیدن و ما اینا را علاهیده در اینجا ثبت کردیم و همچنین اون رویخط زندانیانی که از اول بود از سال 2015 این طرف و قبلا هم همه اونها در همه مجله‌های ما با عکس و نام و با سند و با کدام ماده روانه زندان داشتن چند سال روانه داشتن همه وجود داره. بله با همه سازمان ها ما از وقتی که از ما رویخط این زندان‌های سیاسی هم بدخشان رو گرفتن و هم کل تاجیکستان رو ما روانه کردیم دادیم و هم همیشه از اینجا استفاده می‌کنیم و راجع به قضیه بدخشان واقعا هم در بدخشان روز تا روز از روز اولی که این حوادث در بدخشان رخ داد شروع شد خب دیگر نفران زیاد شهادت رسیدن سالهای طولانی حتی حکم ابد گرفتن. خب دیگر وضعیت در بدخشان وخیم باقی میماند. تا حال هم دیگر مردم اکثر امروزها اکثر اون فراریان یا که بگم اون مهاجرانی که
سیاسی هستن و چند نفر ما رو می‌بینیم از بدخشان حتی از تاجیکستان و در کشورهای فدراسیون روسیه ما حال ندارن. امروزها مشاهده میشد که اکثر مهاجران سیاسی ما مردم مظلوم بدخشان هستند و به همه جا ما اونها را شامل می‌کنیم و از همچنین در بدخشان ناآرام و باعث افسوس است که واقعا تحقیق حقوق ما هم بدانیم و نه تنها حتی جامعه بین‌المللی هم بدانند که در تاجیکستان حقوق انسان واقعا پایمال شده می‌ایستد و در اینجا دیده شده که حتی یک مطلب درباره بانوان زندانی در این جمله شما نقش بدن یعنی که این گواه این است که در تاجیکستان حتی بانوان زندانی سیاسی موجود هستند و دیده شده که در اینجا شاعر محمد جان و الفت خانم و دیده شده در اینجا عکس اینها رو در اینجا درج کرده. می‌خواستم درباره الفت خانم محمد شاه و شاعر محمد جان و شاهیده بله یک معلومات میدادید یا مثلا ما میدونیم که این شاعر محمد جان به خاطر فرزندش زندان شده چون فرزند او در آلمان است پناهنده است و یک جوان بلاگر هست که امروز درباره مشکلات های تاجیکستان بیشتر گپ میزنند به خاطر همین زندان شد. درست؟ بله ما شروع کردیم چون در اینجا عکس بانو شاهیده محمد جان رو می‌بینیم. اینا شهروندان تاجیکستان از شهر وحدت هستند. بیشترش یکی از بلاگرها و از بلاگران سیاسی در آلمان قرار دارد. عبدالرحمن اولو مشهور به عبدالرحمن اولو یکی از بلاگرها سبب زندانی شدن این مادر این زن هم فقط ربط دارد به فعالیت‌های سیاسی پسرش عبدالرحمن و به یگان گناه به یگان چی این مادر مدتی فکر کنم 5 سال بود روانه زندان شده است. همچنین یکی از فعالان جامعه خانم الفت خانم محمد شاه یکی از خیلی هم فعالان جامعه هستند. در خیلی فیلم‌های مهمی که در تاجیکستان بود نقش بازیدن و این خانم یک هم فعال سیاسی هم روزنامه‌نگار هم صنعتکار خب یک خانم اصلا خیلی شخصیتی چهره اشتاخته در تاجیکستان ولی به یکان همه به سود این پذیر دربای بسته و خیلی هم مدتی طولانی روانه زندان شد. سال 2023 مای خب دیگه حالا در زندان قرار دارد. خلاصه که وضعیت خوب نیست، نه چندان رژیم حسینی چندان نه اینکه به مردم و جوانان چنین جنایت‌ها را مرتکب می‌کنه سر اونها و حتی به هیچ وجه به زنان و دختران هم رحم نمی‌کنه و آنها رو مشکلات همین است که به یگان فکت دلیل به یگان سند روانه زندان میکند. پسرش در اینجا نمیدونم یک فعالیت سیاسی کرده نکرده است برای پسر او چرا باید مادرش جواب بده؟ یک مادری که به هیچ وجه نداشت اول او را از جای کارش پیش کردن راندن با او شرط گذاشتن که تو پسر اگر فعالیت سیاسی کرده نکند شما در اینجا فعالیت نمیکنید. اونم در بیمارخانه به حیث خواهر شفقت کار میکرد و زمان گذشته میتیسته بگیم اونا از جای کارش شرط مونده که تو پسرت فعالیت شفقت نکند شما کار نمی‌آید. خلاصه پسرش هم فعالیت شفقت نکرد و بالاخره این خانم را روانه زندان کرد. درست بهترین واقعا این جنایت ترانسمیلی هست جنایتی که جنایتی بدبین است که یک نفرای بیگناه به خاطر فرزندش به خاطر یک خویشاوندش شخصای بیگناه را زندان میکنند از جمله خانواده من هم که مادرم خواهرم دیگر برادرای من هم به خاطر فعالیت‌های سیاسی من هم چی شدند غایبانه آنها رو محکوم کردند به زندان کردند. واقعا این یک جنایت بازی که از جانب تاجیکستان حکومت تاجیکستان صادر میشه. من دیده شدم که در صحیفه اول ژورنال شما شخصان معروف تاجیکستان که امروز در زندان هستند روزنامه‌نگاران معروف و دلیل امام علی زاویه امینی عبدالستار و عبدالله حرمتی دیده شدم و در آخر ژورنال شما هم دیده شدیم که این صحیفه ها و ژورنالیستان معروف تاجیکستان بخشیده شده است. آیا وضعیت ژورنالیستان تاجیک در تاجیکستان وخیم است؟ بله من می‌خواستم که به این سوال شما پاسخ دهم یک سر تذکر کنم. در آن اهداف اول گفتم که
شخصانی که در کشور فعالیت سیاسی میکنند در اونجا نزدیکانشان روانه زندان میشوند. من همچنین مثال بتونم بیارم که از بلوگرها و فعال سیاسی شوکت محمد که پناهنده در کشور اروپا است، برادرش را از کشور روسیه فقط به یگان دلیل به یگان گناه و تاجیکستان استرداد کردند. در اونجا مدت 3-4 ماه غیب داده بود و بعدا ما فهمیدیم که فکر کنم 8 سال 12 سال نمیشه. اصلدین شریف برادر شوکت معلم. جرم اصلدین همین بود که برادر شوکت محمد خب در یکی از کشورهای اروپا پناهنده است و راوی و برنده و روزنامه‌نگار همون سایت پیام تیوی است. خب چون این مصیبت ها در ما زیاد است. خب برمیگردیم به این قضیه های آخر که ببینید اونا همیشه دعوا میکنن که نمیدونم حزب‌هایی که خلق سیاسی دارن یا نمیدونم تروریست هستن، دعوای رژیم تاجیکستان چون از. ولی ما در اینجا ببینید این نفرانی که ما در اینجا میبینیم موجوده اکیف الفت خانم و دیگر عبدالفتاح پیر محمد دلیری نظر و دلیل امام علی و این ذوقی بدون دیگر ها عبدالله غربتی، اینا هیچ ربطی به یگان احزاب سیاسی ندارن. اینا هیچ بخصوص به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان ربط ندارن، اعضای هیچ حزب سیاسی نیستن. اینا گناهشون همین که اینا روزنامه‌نگار بودن، اینا شخصیت‌هایی بودن می‌خواستن که در تاجیکستان خب دیگر سیستم روزنامه‌نگاری آزاد باشد، مردم فعالیت آزاد کنند، جامعه آزاد باشد، خب سخن آزاد باشد. ولی اینا بی‌رحمانه با سال‌های خیلی هم طولانی روانه زندان شدن که در این مجله ما هم اینها گیر آورده شدن. بیشتر درباره مشکلات اجتماعی بله اینو با یگان چیز رابطه داشتن. اینا حتی تنها مشکلات اجتماعی اینو با سیاست یگان چیز نمیگفتن. بله حالا ببینید که 2 ماه قبل از این سامیت یعنی ماهای تابستان شاکرجان حکیموف را یکی از سیاستمداران ورزیده تاجیکستان که معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بود و اون را بازداشت کردند. حالا در زندان تاجیکستان قرار دارد. آیا کمیته نجات رای حل یا مراجعت‌های خود را به سازمان‌های بین‌الملل اوید این قضیه انجام داد؟ بیانیه‌ها رو فرستاد، ارسال کرد و کدام کارها را انجام داد؟ خب این قضیه شاکرجان حکیموف که معاون سابق رئیس حزب سیاسی تاجیکستان شادروان استاد رحمت الله ظاهر، قضیه چون این بود که در زمان‌های چند سال قبل هم 3-4 سال قبل فشارها تهدیدها سر رحمت الله ظاهروف می آوردن. خب ما چندین بار دیدیم که خب در کم جوش جلت خوب شد و به هر بهانه خب اونم دیگر چندین بار شکایت کرد. از اول تا آخر در قضیه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آخران حزبی که در تاجیکستان خب دیگر بگیم که صدای آزادی و دموکراسی را بلند کرد، این هم خاموش شد. رحمت الله ظاهروف مرموزانه دیگر نمیدانم قتل و شهادت رسید، از بین برده شد رحمت الله ظاهروف و بعدا هم فشارها سر اعضایان این حزب آورده شد. معاون اول این حزب دیدیم که حکیمجان شاکرجان حکیموف روانه زندان شد. ولی کمیته ما در همه جا در همه حالت از این حزب رو به همه سازمان‌ها رساندیم، از خود رحمت الله ظاهر و معاونش محمد آدینه و همچنین معاون وکیلش معاون اولش خب چند قبل روانه زندان شدن. ما این مشکلات ها رساندیم به همه جامعه، اینها دارن ادامه می‌یابند. چند روز قبل هم چند فعالان سیاسی خب بگم فعال سیاسی نبودن، اون فرادری که روانه زندان شد احمد شخصیت بود. این احمد شاه کمیل یک شخصیت زیاد فرهنگی بود، یک شخصیتی بود همیشه از ملت از کشور میگفت، از ملت حمایت میکرد. ولی به یگان دیگر بگم که مثل همه قانون جنگل این هم روانه زندان شده است. و حتی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان کی بود نامش سید جعفر اسپانوف که همیشه جهان میده که حکومت تاجیکستان هم دفاع میکرد و مثل که بگم خب دیگر بخواست که با اونا خب همکاری میکرد و در تاجیکستان هیچ حزب حرکت در این حوزه در این سالها نمیتواند که روانه پارلمان خودگر در پارلمان شامل شود و او را شامل پارلمان کردن. ولی بالاخره ما دیدیم که خب دیگر تا چه حال صادق به این
رژیم یک صداقت نشان میداد ولی اون هم چی شد روانه زندان شد و حالا وضعیتش همچون ببینید که مصیبت همین که برای اونها خیانت بر وطن تبدلات و حتی با شخصان خودشون و نزدیکان خودشون رحم نمیکنن. ما با سابق وزیر امور داخلی وزیر امور خارجه امرخان ظریفی خب سابق رئیس مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس جمهوری تاجیکستان که یک مدت بودن اکبرشاه اسکندرov هم بازداشت شدن و حالا کسی درباره تقدیر اینا چیزی نمی‌دونه. متاسفانه مصیبت همین است که هر یک نفر بازداشت می شود حکومت تاجیکستان درباره او خود حکومت خود وزارت‌های قدرتی یگان مصاحبه نمیکنن خب نمیگن که اعلان نمیکنن که با کدام جرم با چی بازداشت شدن و بعدا چند مدت با ما مراجعت میکنن به سازمان‌ها خصوصا به کمیته ما که مثال فلانی و فلانی اینا همه روانه داشته است. ما امروز مردم ملت باید بفهمند که نه تنها ما فعالان سیاسی اپوزیسیون تاجیک روانه زندان میشن نزدیکان اونها کسانی که امروز در تاجیکستان از حکومت دفاع میکردن در ساختارهای قدرت اعضای حکومت بودن وزیر وزرا و رئیسان کمیته امروز می‌بینیم که روانه زندان شده ایستادند. درست است ولی این آخرین سوال برای شما شاید باشد بگویید که تمام این مشکلات ها تمام این ظلم و استبداد حکومت رحمان به خاطر چی است؟ دیده ایستادیم که علاقه سال هاست که همین ظلم و مشکلات ها بالای مردم تحمیل شده. آنها از ملت چی میخواهند و اصلا خودشان چی میخواهند چی هدف دارند؟ بعضی تحلیلگران میگویند که این به خاطر فرزندش رو رستم امامی رو میخواد جای خود جایگزین میکنند. آیا این است هدف یا باز دیگه هدف‌های دیگر دارد می‌گیرند؟ مسلم است معلوم است که در همه دنیا خصوصا در کشور ما این دیکتاتورها میخواهند که یک قوم بالای مردم حکومت کنند هیچ وقت نمیخواهند که همچنان آزاد یک رئیس جمهور و هر یک سیاستمدار و هر یک نفری که میخواد سر قدرت باشد در وظیفه باشد. معلوم است که 8-10 سال باید انرژی دارد که برای مردم ملت خدمت کنه. عزیز زیاد دیگر کار اونا نمیتونه ولی اینها میخواهند تا ابد در سر قدرت باقی بمانند. من فکر میکنم که جناب این رحمان آقای رحمان این دیکتاتور تاجیکستان تا روزی که جان در بدنش هست و راست ایستاده میتواند بسیار میدونم علی فیگرها میخواهد سر قدرت باشد و راه را علیکش در تاجیکستان برای پسرش باز کرده است. معلوم است اگر نفر دوم از پسرش در همه صورت در حالت مریض شدن نبودن پرزیدنت بیمار شدن و از بین رفتن دیگر به قول اوساک اتوماتیکی اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور است پسرش و اینا فقط راه اینا همینا میخوان که همیشه در بالای قدرت باشد کرسی را از دست ندهند. برای اینا هیچی مهم نیست نه ملت نه کشور نه مردم نه جامعه حتی نفس زن و فرزند. برای هر یک دیکتاتور از همه مهم برای اون باقی ماندن در همون کرسی خود و حکومت کردن و دیگر جبر و ظلم حتی دعوای خدایی کردن و آرزو میکنن. بسیار خوب. در اینجا در کانال پیام مردم و ملت تاجیک شما را دیده ایستاده است و درخواست ما آخرین درخواست ما از شما این است که مراجعه شما برای مردم و ملت تاجیک چی است؟ من بارها و همیشه مراجعت کردم و مراجعت همین میکنم. خب که ما امروزها خود شاهد بودیم از تا امروز که همون بلاگرهایی که نفرانی که صادق به حکومت بودن میدونم اسمش مختاری دی بله ایدی بختری این یک مثال است چون همین این مطلبی و مطلب جدید بودن از این امروز پرداخته است. خب ببینید شکایت از رئیس شهر بختر میکنه شکایت از رئیس ولایت ختلان که یکی از خویشاوندان نزدیکی امام علی رحمان است از منصبداران مردم دیگر بدونن که امروز نه تنها من نه تنها الهام جان نه تنها دیگر نفران امروز از شکایت میکنند و سر امروز و همین خاطر هر یک نفری که پیش از آن که قضیهش تغییرش مثل همون ایدی بیک نشود باید که فکر کنن بدونن که باید برای آبادی آزادی هستی ملت برای پای پیاده کردن نمیدونم تا دموکراسی است بگیم حقوقهای انسان را پیاده کردن. هر یک انسان حقوق داشته باشد روزنامه‌نگار حقوق داشته باشد هر یک شخص عادی حقوق داشته باشد که در انتخابات‌های پارلمانی در انتخابات رئیس جمهور را شرکت کند نامزدیش در نامزد به مقام رئیس جمهور
کاندید کند. این وظیفه هر یک انسان است. قانون تاجیکستان را اجازه میده، ولی متاسفانه خود اینها نمیگذارن. من از مردم عزیز، از مردم نجیب خواهش میکنم که در مقابل چون رژیم چون دیکتاتور بیستند، نگذارند که ما در دنیا همچون یک مردم بیچاره مظلوم. خب دیگه امروز جسارت و همه آن مردانگی و آن جوانمردی که مردم دارند، اینا را دیگه به هر راه از مردم حتی گرفتن. مردم نمیمونن که سر بالا کنن. خب مردم برای حق خودشان، برای همان نمیدونم انسان بودن خودشان را نشان دادن، باید که همیشه کوشش تلاش بکنن و بدونن که چی در سر قدرت و چه طریق آمده است و به چه طریق حکومت میکند. یک پرزیدنت در همه دنیا 4 سال میکند، 7 سال میکند و 14 سال میکند. این نیست که 35 سال 40 سال تا مردن شکل دیگه مثل اون پروژه که گپ در روز گپ نگیرد. ما یاد داریم این سورا. همین خاطر مردم خواهند مردم پروژه میکنم که برای حقوق خود تلاش بردن. درست. تشکر. موبایل همراه ما موبایل مصطفی رئیس کمیته شهروندی و زندانی سازی پاکستان که چند سال راهبری شدند و کلی انجام دادند و ببینید که پگاه موضوع درباره ژورنالیست‌ها و افسوس حمایت از ژورنالیست‌ها از حقوق ژورنالیست‌ها است. من باور دارم که ما شما و دیگر سازمان‌های تاجیک که ثبت نام شدند از ژورنالیست‌ها دفاع خواهیم کرد و مشکلات‌های ژورنالیست‌ها را به جامعه جهانی خواهیم گفت. تشکر. سلامت باشید و سلامت باشید. Каждый день я работаю с вдовами как психотерапевт, и я работаю с теми, кто подвергался пыткам, кто находился под стражей. И у них когнитивные функции, память, все нарушено. Без внимания мы не сможем достичь изменений ни в жизни этих лиц, ни общества как целого. И надо приостановить эту коллективную травму. Тишина и разрушение традиций, культуры, все это приведет к этому. Это ключевые вопросы. Сейчас динамика табу больше не работает. Мы даем пространство боли, и таким образом мы восстанавливаем свою силу, которая была от нас взята. Мы ищем фундамента для развития. Это дает нам возможность занять свое справедливое место в международном сообществе и сделать вклад в развитие мира как такового. Спасибо. Огромное спасибо. Напоминаю, что стоит представляться в начале перед своим обращением. Теперь Константинопольское общество, а затем Transparency International, антикоррупционный центр. Константинопольское общество. Есть ли представители этой организации? По-моему, нет. А теперь антикоррупционный центр Transparency International. Пожалуйста, вам слово. Доброе утро. Сонай Вазар. Я представляю Transparency International, антикоррупционный центр. Год тому назад, в конце августа 2023 года, в Нагорном Карабахе разгорелся конфликт, когда массивное вооруженное вторжение было осуществлено, что привело к тому, что в течение 9 месяцев была блокада, 100 тысяч людей были вынуждены покинуть территорию в течение недели. В прошлом году Азербайджан провел этнические чистки на территории всего Нагорного Карабаха.
и разрушил 3000-летнюю историю культурного наследия. Используются такого рода методы по разрешению конфликтов. В данном случае Азербайджан применяет насилие. 23 армянских задержанных лиц, военных и гражданского населения содержатся в Азербайджане. Некоторые содержатся в заключении с 2020 года. Human Rights Watch, Комитет против пыток ООН зафиксировали унизительное обращение и пытки по отношению к армянским задержанным и заключенным с жестоким нарушением международного гуманитарного права и международного права прав человека. Были зафиксированы случаи задержания и заключения лиц. 1200 человек пропало без вести. И у международных организаций нет доступа к территории, чтобы зафиксировать эти случаи. Азербайджан не соблюдает обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека. Международные организации, включая БДИПЧ, должны сыграть еще более серьезную роль, не только просто осуждать агрессора, а привлечь его к ответственности. Азербайджан должен немедленно освободить всех армянских заключенных до КОП, который произойдет в Баку через месяц. Это конференция по климату. И мы призываем все НПО, чтобы следить за ситуацией. На территории Нагорного Карабаха надо искать тех, кто пропал без вести. Комитет против пыток должен иметь доступ к местам заключения пенитенциарным учреждениям в Азербайджане. Европейский суд по правам человека должен также заняться вопросами принудительного насильственного исчезновения и попытаться найти тех, кто пропал без вести. Римский статут должен выполняться. Армянские НПО обращаются в Международный уголовный суд, чтобы преследовать преступления, совершенные азербайджанцами в 21-22 سلام و году. درود به یکایک شما تماشاگران عزیز گرامی. حالا کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2024 در شهر وارشاوی کشور پولشه اروپا، اتحادیه اروپا ادامه دارد. امروز روز اولینی برآمد نفرانی که ثبت نام شدند می باشد و کسانی که تقریبا 48-50 نفری که ثبت نام شدند این حال برآمد دارند و در بیرون تالار باشد واخوری ها، ملاقات ها دایر شده ایستاده است و نفرانی که از گوشه و کنار عالم اینجا آمده اند این حال یک دیگر را میبینند و با یک دیگر واخوری میکنند، ملاقات ها دایر میکنند و ایده از ملاقات های هست که نمیتوان رسانه‌ای کرد، چون که در آنجا در دایره ملاقات ها استراتژی های فعالیت معین می شود و از جمله نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان، همچنین کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان، نمایندگان اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و همچنین نمایندگان سازمان حقوق بشری به نام تاجیکان اتریش در اینجا نماینده های خود را فرستادند. آنها با یک چند نماینده های دیگر کشورها، فعالان حقوق بشری دیگر کشورها و با سازمان های دفاع حقوق بشری بین المللی ملاقات و گفتگوها دایر کرده ایستادند و
اکثریتی این ملاقات ها تو آنجایی که من معلومات دارم مثبت انجام یافته شده است به طور مثبت و امید می رود که از پی این کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا خیلی از همکاری های پیمان ملی تاجیکستان با سازمان های بین المللی وسعت می یابد. مناسبت های دیپلماتی پیمان ملی تاجیکستان از جمله برای وسعت یابیش خیلی گفتگوها و ملاقات‌ها دایر شده است. تماشاگران عزیز ما را پیگیری کنید. حالا در کانال یوتیوبی پیمان لایف این برنامه به طور آنلاینی پخش شده است و دوستانتون فرستونید و این حالا نفرانی که با شما هستند و با شما خواهند بود بعضیشان صحبت نکردند و انشالله در دوام این پخش آنلاینی صحبت آنها را نیز خواهد شد. سلامت و سربلند باشید، با ما باشید، صحبت ادامه دارد. Всем добрый день. Меня зовут Сергей Шестов. Я представляю общественное движение Общеприднестровский форум, город Тирасполь. Please use your microphone. Пользуйтесь микрофоном. Меня слышно? Ага, спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Сергей Шерстюк. Я представляю общественное движение Общеприднестровский народный форум, город Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика. Приднестровская Молдавская Республика, по мнению гражданского общества Приднестровья, в полной мере стремится к разделению общепризнанных норм международного и гуманитарного права. Мы осознаем, что выполнение международных стандартов является важным фактором существования любого демократического общества. За период существования Приднестровской Молдавской Республики парламентом Приднестровья были приняты 25 постановлений о признании рамочными нормами права различных конвенций ООН. Поэтому можно смело сказать, что ключевые международные правозащитные нормы прямо интегрированы в законодательство Приднестровья. Но есть и проблемы. К сожалению, неурегулированные взаимоотношения между Приднестровьем и Молдовой, отсутствие диалога в формате 5+2 вызывают серьезные экономические сложности как для нашей республики в целом, так и для ее граждан. Приводят к нарушениям основополагающих принципов прав человека со стороны Республики Молдова. Среди них право на труд, экономическую инициативу и другие. Напомним, что статья 23 Всеобщей декларации прав человека гласит: каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда. Однако для промышленных предприятий Приднестровья и их трудовых коллективов с 1 января этого года Республикой Молдовой введен режим двойного налогообложения. Приднестровские экономические агенты вынужденно уплачивают таможенные пошлины в молдавский бюджет, несмотря на то, что бюджет самой Молдовы не несет никаких социальных обязательств по отношению к населению Приднестровья. Из-за введенных новых условий хозяйствования, созданных рестрикциями Молдовы по отношению к Приднестровью, были вынуждены приостановить свою работу ряд крупных приднестровских заводов: Электромаш, Потенциал, Молдавизолит. Тысячи работников и их семей остались без стабильного основного источника доходов. Уникальные специалисты увольняются, разрушаются трудовые коллективы, что противоречит базовому принципу права человека на достойную работу. В этом контексте негативные последствия испытывает и бюджет Приднестровья, который фактически уже не может полноценно исполнять свои обязательства перед работниками бюджетной сферы, пенсионерами, социально уязвимыми слоями общества. Принимая во внимание тот факт, что между Приднестровьем и Молдовой существует множество противоречий, как экономических, так и политических, а также признавая приверженность Приднестровья к соблюдению прав человека,
Но не совсем это было по теме, но спасибо за ваше заявление. Теперь Грузия, после чего Европейская молодежь Украины. Я министр иностранных дел Грузии. Уважаемый господин председатель, дорогие коллеги, международное гуманитарное право и международное право прав человека играют важнейшую роль с точки зрения соблюдения прав человека. К сожалению, история показывает, что часто наблюдаются нарушения. Грузия стала примером нарушения таких прав. Российская Федерация начала агрессию в 2008 году. Transmisja online. Transmisja online? Solidaryzuję się z narodem. Tak jest, że popieram zadanie demokracji, jakość praw człowieka, wolność agenda wizji politycznych, jest dużo, to jest tam trochę tych raportów, właśnie, jest tam, ale tam jest, To wszystko książki, ale to wszystko ma więzienie. bo to ja mam to. To jedno? Nie, to i to. Angielskie. To jest raport. To jest właśnie robota. Nasza robota. Ja to będę miał jeszcze po angielsku. Ja to będę miał w biurze oficjalnie. Taki daleko. Zapraszam. I ludzie będą przychodzić, będą widzieli raport. Czyli ktoś będzie chciał czytać, to przeczytać. Dla nas z jakiego organizacji? Ja jestem z organizacji, która się nazywa Euro African Foundation. Sudan, Ghana, Sudan, tylko po Afryku, tak? Tylko po Afryku. Bliżej Wostoku, po Afryku to trzeba. Tylko wszystko. And ensure that everybody is well aware of Sudan przyszłości. Sudan to ruch ma długosłowny rekomendacja. Mamy tam szef sekcji międzynarodowej i ruchu politycznego. Ale ja reprezentuję tutaj fundację.
Interes. Y se han visto la lista de cuatro. Ya está, extra plata, la radio, son publicativa. Rozumiesz? Słuchaj, więc może po prostu kontakt przed was i później po prostu spotkamy się w Białorusini. Mi Sudan jesteśmy dyktaturą Sudanu. Tibet na przykład. Ja napiszę, to jest WhatsApp czy jakiś telefon? To jest WhatsApp i jest e-mail też. Ja napiszę do was, bo mam tak, ja mieszkam, bo mam kilka przyjaciół, którzy i po arabsku, i po angielsku bardzo dobrze mówią, więc lepiej dogadali po arabsku. No problem. Ja po polsku, po arabsku, po angielsku. Ja też mówię, ale ja nie jestem nie, biegnie tu tylko ja mówię, że człowiek asystenty. Jak? Asystenty. Nie ma problemu. Ale przekażę panu. A masz jakiś site event, czy nie? Tak, YouTube. Dowiem i napiszę panu. Sajty zagadajcie sobie, sajty Będzie tu, tak? Ja dowiem się i napiszę panu. Mamy sajt tutaj, wysyłane to. Na to przyłąki mamy gdzieś. To poprawcie na mnie. Ja jutro będę dawać to takie wizytki, jutro będę, a dzisiaj nie ma. Ja powiedziałem kolegę. Tak. Jest taki pomysł, taki kraj, Tadżykistan to jest środkowa Azja. Tak, tam nasz prezydent Imam Ali Rahman to jest to 33 lata. To wszystko tam na firmę, zamknięta, to jest na opozycję partia. Zauważyłem, że to jest. чтобы применять на деле доклады Московского механизма и другие виды данных, чтобы привлечь к ответственности виновных и восстановить справедливость. Формула мира — это также акцент на эти вопросы. Тысячи беженцев и задержанных должны быть приоритетом для международного права, и международные институты, организации и правительства отдельных стран должны заниматься этим вопросом. Граждане Украины, которые находятся на территории России, были вывезены, должны вернуться домой, и необходимо обеспечить обмен военнопленными, и граждане, гражданское население, включая детей, должны вернуться домой. Необходимо обеспечить соблюдение военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией и дополнительными протоколами. Дорогие коллеги, ситуация на захваченных территориях усугубляется, поскольку тоталитарный режим Российской Федерации оказывает огромное давление на жителей, и все, кто не принадлежит к Московскому патриархату, считаются преступниками и исключены из общества.
производится принудительное перемещение лиц из Украины в Россию. Предпринимаются попытки, чтобы искоренить украинскую идентичность, культуру и образование, чтобы ассимилировать украинское население. И это касается также перевоспитания украинских детей. На захваченных территориях запрещено использование украинского языка и украинского образования. Нарушаются принципы международного гуманитарного права и международного права прав человека. Украинские жители их заставляют вступать в армию. Во время очередной конференции Совета министров ОБСЕ Канада и Норвегия будут соорганизовать конференцию 30-31 октября при сотрудничестве с Украиной. И мы надеемся, что это мероприятие приведет к тому, что будет разработана карта действий, чтобы вернуть депортированных представителей гражданского населения Украины, в частности детей. К сожалению, нет времени, чтобы все это обсудить. Вчера я уже поднимала этот вопрос, и будет сайд-ивент, который состоялся сегодня утром на эту тему. Мы призываем ОБСЕ и институты ОБСЕ, в частности БДИПЧ, чтобы продолжать предпринимать все необходимые меры в рамках их мандата. В завершении хочу сказать, что سلام و درود Украина... دوستان یک بار دیگر حضور کشور که همیشه موضوع هستید نمایندگان توجیکستان حالا در این کنفرانس یعنی نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی در این کنفرانس حاضر نیستند اما از بین مخالفان توجیک خیلی فعالانه در این بین اشتراک ایستادند. حالا من برای شما می‌خواستم کمتر کوتاه یک معلومات درباره همین کنفرانس ساحه پیشنهادی سازمان امنیت و همکاری در آمریکا. در این کنفرانس 57 کشور دنیا 57 کشور در اعضا است و امروز در امسال کنفرانس از 57 کشور دنیا 3 کشور حضور ندارند. 2 کشور یعنی روسیه و بلاروسیا یعنی خودشان رسما اعلام کردند که در این کنفرانس اشتراک نمی‌کنند، اما فقط کشوری که به سبب در اینجا حضور ندارند این توجیکستان است. از نظر من سبب آنکه جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس یعنی حکومت تاجیکستان در این کنفرانس حضور ندارد این سبب است که او خود را یک گناهکار اسم می‌کند. از سبب آنکه بسیار قانون ویرانکنی در تاجیکستان شده و مخالفان تاجیک شهروندی تاجیکستان که در بیرون از تاجیکستان در خارج قرار دارند در این درباره قانون‌شکنی‌ها و جامعه جهانی را خیلی خوب آگاه کردند و وقتی که نماینده تاجیکستان در این کنفرانس حضور می‌داشتند دیگر سازمان‌های بین‌المللی با آنها سوال پیشنهاد می‌کردند که به خاطر چی تاجیکستان از آن عهده‌دارایی که در این ساحه با ذمه گرفته است آن را اجرا نمی‌کنند و طبیعی است که تاجیکستان یعنی حکومت تاجیکستان در این زمینه هیچ یک کنترل کنه نمی‌تواند. نظر من از همین سبب آنها در اینجا اشتراک نمی‌کنند. اما حالا مخالفان تاجیک چیکار کرده شدند؟ در اینجا تمام مخالفان تمام گروه‌هایی که همچنین از مردم تاجیک از نمایندگی می‌کنند حضور دارند و هر کس با یک شیوه خود کار خود را پیش برده ایستاده. چهل به حالا در عکس‌ها در نوارها دیدید فرضاً کمیته شهروند نجاتی در آنگونه و سیاسی رسانه ژورنال و مطبوع خودش را پیش آورده است. پیمان ملی تاجیکستان ژورنال و بخشش عکس و دیگر نوارهای خودش را پیش آورده است و هر گروه با یک طرز وضع تاجیکستان را به جهانیان معرفی کرده است. و کسی اینجا نفرهای هستند که با نمایندگان دیگر کشورهای خارجی کشورهای اروپایی واخوری گذارانده و آنها وضع تاجیکستان را شناس میکنند با هر گاه و نفرهای هستند که با سازمان‌های بین‌المللی با خود متحد شدند. اما خیلی از این روزا کنفرانس امسال کنفرانس خیلی امیدوار دارم انشاءالله که هر روز صدای مردمی که در تاجیکستان هستند جهانی رسانده میشه. دیروز در کنفرانس یک نقطه نظر رو باید من قید کنم.
وزیر کارهای خارجی خود لهستان خارج در اینجا حضور داشت در وقتی شاد شوید و یک حرفای خیلی خوب گفتن. وزیر گفت که امروز تمام جهان با اون کشورهای اعتبار میده که در آنجا در فضای آنجا آوازی گویم صدای یراق و اسلحه ترسافکنی شنیده می شود، آنها را بسیارتر اعتبار میدهند. اما در بعضی کشورهای را ما داریم که در آنجا صدا نیست، صدا را آنقدر خفقان کردن که مردم صدای خود را بلند کردن میترسند و ما باید درباره آن کشورها نیز حرف زنیم. و من میتوانم گفت که تاجیکستان یکی از همون کشورها است که مردم متاسفانه صدایش را برآورده نمیتواند. در فعالیت روزمره خود در کارهای سیاسی دولت و عموما در اداره‌کنی دولت مردم سهم خود را گذراندن نمیتواند. همچنین یک شهروند اگرچه در سرقانون تاجیکستان آمده است که حکومت یعنی همون مردم است، یعنی حکومت در بالای مردم ساخته شده، اما متاسفانه نبینید خود راهبرین دولت یعنی خود رئیس جمهوری تاجیکستان امام رحمان کوتوما در یکی از نواهایش میگوید که با کار سیاست دخالت نکنید، با کار دولتداری دخالت نکنید. این حرفا خودش ضد سرقانونی تاجیکستان است و ما این را باید به جهانیان رسانیم که خود حکومت به واسطه خود راهبری دولت و مردم تاکید میکند و هشدار میدهد و با یک ترس هم میدهد که به سیاست دولت و اداره‌کنی دولت دخالت نکنید و این غیر قانونی است، غیر کنستیتوشنی است. امروز نبینید دوستان عزیز، با واسطه آنکه به همه این مخالفان را که حالا در اینجا قرار دارند ما میتوانیم که همه اینها در این وقت قربانی های دادن. کسی پدرش را کشتن، پدرش را زندان کردن، برادرش را زندان کردن، مال اموالش را مصادره کردن، خویش تبارانشان در زیر فشار هستند، اما به همه این نگاه نکرده این مخالفان حالا هم در میدانند، حالا هم حرفشان را میگویند. این یعنی چی است؟ این معنی آن را دارد که ما مخالفان تاجیک برای حرف مردم و ملت تاجیک را به جهانیان رساندن عقب نشینی نمیکنیم. در همه حالت ما حرف خود را، حرف ملت را، حرف مردم را به جهانیان میرسانیم با راه‌های صلح‌آمیز، با راه‌هایی که قانون‌های بین‌المللی اجازه داده ما آن را میرسانیم و خواهیم رساند. و البته این اون دیگر سمت‌های مبارزه را که قانون بین‌المللی به ما اجازه داده از دوش ما صدور نمی‌کند و ما دیگر راه‌ها را نیز انشاءالله در این زمینه پیگیری خواهیم کرد. همین از دوستان اون چیزی که کوتاه من می‌خواستم بگم، اما البته اینجا کارها بسیار رفته شده. در روند برنامه انشاءالله ما شما را با همه آن عمل‌های با اون باخودایی که نماینده‌های پیمان ملی تاجیکستان و دیگر ساختارهای از مخالفان تاجیک عملی میکنند ما شما را شناس خواهیم کرد. باقی سلامت باشید. Обращение с гражданским населением, совершение преступлений против человечности. Полностью разрушена гражданская инфраструктура, включая частную собственность, публичную собственность и храмы. Армения отказалась отступить с территории Азербайджана. Кроме того, оставлены мины, и люди подрываются на этих минах до сих пор. 4000 жителей Азербайджана, в том числе несколько сотен гражданского населения, исчезли без вести. И продолжаются поиски этих людей. В отличие от Армении, Азербайджан соблюдает международное право при обращении с пленными и военные, которые погибли в результате военных действий, похоронены. И те армяне, которые имеют статус военнопленных, их права соблюдаются. Из-за вовлеченности в преступления, в том числе ведение агрессивных военных действий,
не могут остаться безнаказанными. Азербайджан будет продолжать свои усилия по поиску лиц, пропавших без вести, и восстановлению справедливости. Спасибо. Спасибо большое. Следующая делегация Армении, а потом демократический выбор Казахстана. Пожалуйста, вам слово, господин. Спасибо, господин модератор. В сегодняшнем мире конфликты все больше характеризуются сложностью и нарушением международного права, прав человека, международного гуманитарного права. Особенно во время конфликта شما سوال میکنید من صحبت کنم. سلام علیکم تماشاگران محترم. من جمشید یورف هستم، رهبر بنیاد بزرگمهر و ما امروز در یکم روزی کاری جلسه سازمان همکاری و امنیت در اروپا اشتراک داریم و من نامنویس شدم از نام تشکیلاتمان و امروز میخواهم درباره عهده‌داری‌های حقوقی بین المللی جمهوری تاجیکستان صحبت کنم. موضوع تیار کردم و حالا در نوبت هستیم و درباره چی من میخواهم گپ زنم و توجه جامعه جهانی رو به چی میخواهم روانه کنم. ببینید تاجیکستان همچون یک عضو سازمان ملل متحد، خود همین ساحه، عضو دیگر تشکیلات ها و جمع آمدهای بین المللی یک قطار عهده‌داری ها رو برای حفظ حقوق انسان به ذمه گرفته. این عهده‌داری ها از خود آیین‌نامه سازمان ملل متحد، از آیین‌نامه ساحه برمی‌آید، از پیمان بین المللی آید به حقوق‌های شهروندی و سیاسی دیگر عهده‌های بین المللی که تاجیکستان امضا کرده و ما می‌بینیم که هرچند که چون این عهده‌داری‌ها رو تاجیکستان اجرا کرده، قبول کرده، ولی در سمت اجرایش آنها به نهایت قفاروی دارد، پسند نمی‌کند و خودی در همین جلسه ها علاقه چندون سال می‌شود که در همین جلسه‌ای که در مسئله در ورشاو می‌گذرد تاجیکستان حقیقت رسمی خود را نمی‌دانست. به اطلاعی را حساب کنیم یا اینکه نادیده گرفتن مهمیت همین جلسه ها که در آن مسائل مهمی جامعه شهروندی باید بررسی کرده شوند، باید جامعه در همین کنفرانس ها امکانیتی با رهبران خود، امکانیتی با حکومت ها هم صحبت بودنش رو آشکار کند، یک مسئله ها رو بردارد. همین امکانیت نیست در جمهوری. در تاجیکستان بودیم هرچند که آزادی بیان و آزادی سخن و دیگر میگن، ولی که شهروندان ما حقوق آزادانه افشا کردن همان مسئله های مبرم روز که مسئله های حقوق انسان را ندارند. من همین سحر من یک نوار ویدیویی یک بلاگری که پشتیبانی از حکومت امامعلی رحمانوف میکرد دیدم با نام شایدم برآمد همون ریشدار با گریه و ناله ایدیبک بختری با گریه و ناله از تاجیکستان علاقه فرار کرده که از سخنش معلوم می شود چه خیلی او میگوید که برای تنقیدی فقط یک مقامدار یک شهر با او فشار آورده شده از طرف پروکراتور، از طرف سود و مقامات قدرتی دیگر او مجبور می شود که با خارج کشور بگریزد و محض انمی خیلی تشکیلات ها انمی خیلی جمع آمدهای بین المللی یک پلشک، یک میدانی هست که ما میتوانیم به حکومت باید مسئله های مبرم روز حقوق انسان سخنرانی کنیم. ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان از ترس یا اینکه از نادانی‌اشان ناپسندی کرده علاقه چند سال اشتراک نمیکنند.
من در این برآمدم اوید اون سخن میرونم که تاجیکستان وظیفه‌دار است که اوید اون عهده‌داری‌هایی که گرفته است معلومات پیشنهاد اون را رعایت کند نظارت کند و اون چیزی که من میخواهم با جامعه جهانی علل خصوص با همین دولت‌های اشتراکچیان ساحه رسانند این پیدا کردن و تصویب رسانیدن یک مکانیزمی در حقیقت عمل کننده نسبت دولت‌هایی که منتظم حقوق انسان را در قلمرو خود ویران می‌کنند و اون عهده‌داری‌هایی که به ذمه خود گرفتند آن را اجرا نمی‌کنند. ببینید یکی از مثال عادی یک چند قرارهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اوید محبوسان سیاسی تاجیکستان برآمدند ولی یگان تا آنها را حکومت تاجیکستان به اجرا نمی‌رساند یگان اقلا پونکت آنها را به ذمه نگرفته این یکی از مهمترین مسائل هست که من میخواهم بردارم و در این بابت با همین اشتراکچیان صحبت کنم و همچنین در گفتگوها در تالاری همین در دیگر جایها در خریدار و دیگر جایها با دیگر نماینده‌های کورپوس‌های دیپلماتی و نماینده‌های تشکیلات حقوق بشر درباره وضع تاجیکستان در همین سمت صحبت کنم. Вот Ольга Кутюба, и я являюсь старшим советником опоры и фонда организации, которая учредила опора для украинских беженцев, которые находятся за пределами Украины. И на основании отчета исследования, которые провела опора, мы хотим
оценить культурную политику Украины на оккупированных территориях, а также идентичность украинцев там. И данный отчет можно найти на сайте нашей организации. Наша команда провела интервью с около 2000 украинских беженцев, и наиболее сложные случаи были от свидетелей, которые пережили оккупацию. Свидетели показали, что их члены семей были подвержены нелегальным задержаниям и пыткам только за то, что они говорили по-украински или не приняли российского паспорта. И культурная память украинцев разрушается на оккупированных территориях. Это разрушение разного рода памятников Голодомора в Мариуполе и в Херсонской области. И многие институты, такие как школы, кинотеатры и театры, используются для русификации и пропаганды. Однако украинские самые сложные действия направляются против украинских детей. Многие ресурсы используются для развития инфраструктуры и образовательной, и рекреационной для этих детей. Как это выглядит для обычного подростка в Украине, которые ходят в школу на оккупированных территориях? Школьная неделя начинается с поднятия российского флага. Потом они посещают уроки, где дети говорят о российской истории и культуре. Потом только они отправляются на обычные занятия. Это проводятся также уроки отваги, где глорифицируется российская армия. Дети проходят милитарное обучение, и они учатся об оружии. И украинцы хотят победить на этой войне, и таким же образом мы хотим, чтобы добиться справедливости на оккупированных территориях. Мы хотим добиться права для жертв военных преступлений, и это те вопросы, с которыми надо справиться. Надо внедрить механизм юрисдикции за военные преступления. Мы должны привлечь к ответственности всех преступников. Мы также призываем к применению специального механизма психологической поддержки для жертв военных преступлений для беженцев из Украины в разных странах. Спасибо. Спасибо. Теперь движение «Голос», после чего правозащитный центр «Змина». Движение «Голос». Если нет, правозащитный центр «Змина», после чего норвежский Хельсинский комитет. Hello. Татьяна Жукова. Я представляю правозащитный центр «Змина». Хочу подчеркнуть нарушение гуманитарного права и прав человека в Крыму. С 2014 года Крым оккупируется. Местное население преследуется за свои взгляды, религиозные убеждения, нарушается их право на свободу выражения мнения. 218 политических заключенных в Крыму имеется, примерно 132 из них, они коренные жители Крыма. 174 заключенных были вывезены из Крыма на территорию Российской Федерации. 67 из них страдают проблемами со здоровьем, и более половины из них
находится в критическом состоянии. Абдул-Хазиев, у которого туберкулез, он содержится в заключении в тюрьме. И Джемиль Хафаров, например, уже погибли из-за того, что не была предоставлена медицинская помощь в заключении. Мы должны преследовать преступников, которые нарушали права человека. Пожалуйста, применяйте санкции против тех, кто преследует жителей Крыма. Упоминайте имена и фамилии тех, кто находится в заключении, потому что когда вы выступаете со своим обращением, важно подчеркнуть, кто это. Нормал Джилал, например, он был освобожден в июне текущего года после 3-летнего заключения, потому что многие страны, многие из вас в своих обращениях упоминали фамилию этого бывшего заключенного, поэтому это работает. Я напоминаю, что надо призывать к тому, чтобы предоставлять медицинскую помощь этим лицам. Необходимо поддерживать правозащитников и представителей СМИ, которые работают на местах, и стоит поддерживать тех, кто является родственниками и семьей политзаключенных. Необходимо предоставить компенсацию и реабилитацию жертвам военных преступлений, нарушений прав человека, которые страдают не только от 2022 года, но уже с 2014 года. Спасибо. Спасибо большое. Следующий Норвежский Хельсинкский комитет, а потом НПО «Инициатива масс-медиа». Спасибо, господин модератор, уважаемые дамы и господа. Норвежский Хельсинкский комитет. امروز ما من خدای رو فرهاد اعضای اصلاح و رشد جنبش اصلاح و رشد اسلام هستم. امروز در کنفرانس ورشا و در 2024 قرار داریم. ما خواستیم وابسته به وضعیت حقوقی انسان در تاجیکستان که خیلی وضعیت وخیم در تاجیکستان است، وضع رو با تمام سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد کنیم و دیروز ما توسط رئیس ما پیشنهاد کردیم تمام وضع حقوقی انسان و چند ما وابسته به این موضوع چند مطلب‌های داشته پیشنهاد کردیم تو اینکه وضع حقوقی انسان بیشتر توجه سازمان‌های بین‌المللی بیشتر شود و اینک باز دیگر هدف این بود که از جانب تاجیکستان و مردم تاجیکستان آمده در این کنفرانس چی میگویند و چی گفتنی دارند. متاسفانه ما آنها را ندیدیم تا حال، ولی همه اون چیزهای، همه اون کمبودی‌هایی که امروز در تاجیکستان هست وابسته به وضع سیاسی، وضع حقوقی انسان که در سطح صفر قرار دارد، عموما یگان حقوق شهروندان بنابرای گرفته نمی‌شود و پایمال است. ما خواستیم در این کنفرانس تمام وضع حقوقی بشر در تاجیکستان را بررسی کنیم و می‌بینیم که از تمام مخالفان نمایندگانش در اینجا حضور دارند، ولی متاسفانه از نمایندگان حکومت تاجیکستان یا نفر نمی‌بینیم. من گمان میکنم که سال گذشته آنها در این کنفرانس حضور نداشتند. سبب اصلی در اون است که آنها گفتنی ندارند، به خاطر آنکه چنان دست به جنایت‌های زدن در تاجیکستان که میدونند که علاقه سازمان ملل متحد چندین مراتب پیشنهاد کرد برای حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان و وضع حقوق زنان در تاجیکستان، وضع حقوق بشر در تاجیکستان و آنها ایران گفتنی ندارند و یا اینکه احترام قائل نیستند. برای همین قانون‌های بین المللی که تاجیکستان هم یکی از اون عضو سازمان ملل متحد میداند و عضو OBSE میداند، ولی
می‌بینیم که حضور پیدا نمی‌کنند، موردی که گفتنی ندارند. خب ما هر اون چیزی که در تاجیکستان هست و می‌گذرد می‌خواهیم که پیشنهاد کنیم تا اینکه یگان چاره وابسته به همین بی‌قانونی در تاجیکستان و پایمال شدن حقوق شهروندان در تاجیکستان ببینیم. تشکر زیاد و می‌بینیم که چی می‌شود. Initiative? Нет. Тогда у нас Сиси Алменда. То есть мы уже первичный список исчерпали выступающих, поэтому мы, наверное, вовремя закончим. После Сиси Альменда Украина, военный архив. Доброе утро. Анастасия Конощук. Я представляю украинский НПО. 26% территории Украины оккупируется, 1 600 000 украинских детей проживают на захваченных территориях. Несколько сотен из них школьного возраста дети. Они страдают от ужасной политики Российской Федерации, проводится их индокринизация и отказывается им в украинской идентичности. Нарушается ежедневно Конвенция о правах ребенка на оккупированных территориях Украины со стороны Российской Федерации. Чтобы они отправить свой продолжение. То, что режим One of the examples are private classes in the northern Ukraine, which actually still achievements the patriotic values of Russian state and prepare them for service in the ranks afterwards or as an outpost. The number of very important. In 2023, the number of private classes in the country Участие в политике управления государством. И для молодежи появляется такое понятие, что у них нет такого выхода, кроме как проявить свое мнение, поэтому они становятся опциями легкими. Для миссионеров точка, которую я сказать, все эти события миссионеров, они происходят в России. Не само в Таджикистане, или в других восточных странах. Именно таджики, которые находятся в становятся этих миссионеров, которые такие акции совершающие. Ну, я тут не могу конкретно сказать, что конечно, какие-то все службы, но факт остается фактом, что в мировой прессе появляется такое мнение, что таджики, нации в целом вмешаны в это. Ну, то, что мы видим в становке видео, почему таджики видели здесь, то, что мы видим на телеграм-каналах задержанных таджиков, если посмотреть на их ситуацию, я лично не могу сказать, что именно этот человек это ужас. Потому что по его действию, по его словам, это не выглядит как то, что мы видим, когда происходит само акт. Это видно, что это рук делает профессионалов. Никто показывает, изъявляет, что это такой
невинных людей. Сделать спецслужб, которые должны дать конкретные оценку, виновны ли эти люди или нет. Но, к сожалению, ни в России, ни в Таджикистане нет такого независимого суда, который может дать конкретный юридический ответ этим Вы сейчас живете в Таджикистане? Нет, здесь таджики, которые здесь представляют, все мы являемся политическими иммигрантами, Да, поэтому я и которые живем в Европе. Например, я сам живу во Франции, мои коллеги живут в Австрии. Мы все вместе объединились в одну коалицию политическую и даем знать мировому сообществу то, что происходит в Таджикистане. Вот, например, когда беседуем с вами и даем то, что происходит в Таджикистане. Потому что в самом Таджикистане нет ни журналистики, свободной прессы, все журналистам не за что дают 7 лет. Только за то, что они дали свою оценку производства ситуации в Таджикистане. И много журналисты бежали в Европу, шли убежище в Европу, оттуда дают свои мнения, свои видения. Улучшение, ну, что может поменяться, реально. В общем, да. В реальности я могу сказать так, что европейский союз, как я вижу, в реальности мало обращает внимание на Таджикистан, потому что для них, мне кажется так, что для них более важнее ситуация в Украине и в Беларуси. Может, потому что Таджикистан далеко от границы Европейского союза, поэтому, наверное, они мало обращают на это внимание, но это не значит, что мы должны молчать. Мы будем говорить то, что ситуация в Таджикистане, и надеемся, мировой сообщество услышит нас. До сих пор они реагировали положительно. И самое главное, чтобы поменять ситуацию, мы работаем над тем, чтобы сам народ Таджикистана, таджики, сознали, поняли свои права и узнали, что закон им разрешает, чтобы они имели право участвовать в выборах, они могли демократическим путем и цивилизованным путем поменять власть и улучшить свою жизнь. Мы для этого стараемся на всех площадках, как и на этой площадке ОБСЕ, здесь в Варшаве. А какое население? Население Таджикистана 10 миллионов, плюс-минус, но, к сожалению, это более 25% Таджикистана по официальным срокам находится в миграции, трудовой миграции, и это большинство в России и в Казахстане. А какие отношения с Казахстаном? Таджикистан, как страна Центральной Азии, очень имеет хорошие отношения со своими соседями. Ну, и мы, как и народ тоже, у народа тоже хорошие отношения с соседними народами. Власти тоже, они находятся во многих региональных организациях. Но здесь я бы хотел отметить одно. Есть такая организация, мы сами знаем, ОДКБ. Это как бы организация коллективной безопасности. В этом году участник этой организации Армения заявила о своей голосовании. Вот именно таджикская оппозиция тоже предложила таджикским властям, что она должна предоставить свое участие в ОДКБ как подконтрольная России организация. Мы, конечно, в свою очередь заинтересованы, чтобы иметь очень тесные хорошие связи со всеми соседями из Казахстана, из Узбекистана, из Киргизии, Туркменистана, с нашими ближними соседями. Также с Украиной тоже соседями. Не проходит много понимания ситуации. Поэтому мы здесь, поэтому мы взяли вот столько чтобы больше английском, русском, но есть электронная версия французского языка, стараемся как бы участвовать.
Мы очень рады быть В настоящее время в Таджикистане проходит закрытый судебный процесс над нашего над лидером нашего движения Сухробом Зафаром и активистом Насимом Шариповым. Процесс проходит с многочисленными правовыми нарушениями. Напомню, что Сухроб Зафар и Насимджон Шарипов были похищены в Стамбуле и незаконно увезены в Таджикистан. Третье. Пытки и жестокие обращения. Несмотря на абсолютные запреты, пытки остаются широко распространенными в Таджикистане, особо в отношении в политических заключенных и подозреваемых в экстремизме. Четвертое. Дискриминация женщин и детей. Женщины Таджикистана, особенно в сельских районах, сталкиваются с ограничениями в правах на образование и труд. Проблема детского труда и насилия в отношении женщин также остается актуальной на протяжении многих лет в нашей стране. Нарушение международного гуманитарного права. Наиболее яркий пример – это конфликт на границе с Кыргызстаном. Последние вооруженные столкновения привели к жертвам среди гражданских, что нарушает нормы международного гуманитарного права, которые обязывают обе страны защищать мирное население. Перед Таджикистаном сегодня стоят многочисленные задачи, начиная от работы над своим законодательством и заканчивая соблюдением этого законодательства. Очень важно не подавлять оппозицию, а наконец-то наладить диалог между всеми политическими силами страны, между государством и гражданским обществом и международными организациями, чтобы защитить права человека и предотвратить новые гуманитарные кризисы. Спасибо. Спасибо. Thank you. Спасибо. Движение по реформам в Таджикистане и затем последние выступающие демократическое движение. А теперь демократическое движение Туркменистан. Уважаемые дамы и господа, позвольте выразить благодарность за возможность обратиться к вам сегодня. Я, Шаруфдин Гадоев, председатель движения реформы и развития Таджикистана, обращаюсь с просьбой о поддержке в организации конструктивного диалога с правительством Эмомали Рахмона через механизм ОБСЕ и БДИПЧ. В последний год Таджикистан переживает политический, правовой и гуманитарный кризис, который угрожает стабильности не только внутри страны, но и всем Центральной Азии. Репрессия действия режима Рахмона против политической оппозиции, гражданского общества, независимых СМИ хорошо задокументированы и широко признаны. Систематические нарушения прав человека, включая несудебный казнь, произвольный арест, ограничение свободы слова, преследование журналистов, адвокатов, правозащитников стали характерной чертой этого режима. Жестокая репрессия, массовые убийства Горно-Бадахшанской автономной области усугубила ситуацию, оставив население в состоянии отчаяния и ощущения, что мирное решение исчерпано. Это создает серьезный риск дестабилизации и может привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Нарушение совершения режима Рахмона подпадает под юридический международный уголовный суд, включая такие преступления, как массовые убийства, пытка, насильственное исчезновение и другие серьезные нарушения прав человека. Привлечение режима Рахмона к международной ответственности стал бы значительный шаг на путь к справедливости и восстановлению прав пострадавших граждан в Таджикистане. Мы считаем, что критически важно, чтобы международное сообщество предпринимало совместные усилия по продвижению прав человека и демократии в Таджикистане.
Просим ваша поддержка в этом направлении. Мы предлагаем в рамках диалога ОБСЕ и БДИПЧ добиться следующего. Немедленное освобождение политических заключенных, прекращение репрессий против журналистов, правозащитников, гражданского общества, проведение свободных демократических выборов. Мы уверены, что с помощью ОБСЕ и БДИПЧ можно возобновить международный диалог и добиться реальных демократических изменений в Таджикистане. Благодарю за внимание. Thank you so much. Огромное спасибо. И последнее обращение от движения демократического Туркменистана. Вы в зале? Уважаемый господин модератор. Okay. The chair has advised. Окей, председатель посоветовал, что можем иметь еще 2 выступающих, потому что осталось немного времени. И это уже будет все. Я модератор, и на этом будем завершать. НПО ХРНЛ. ИРНХЛ. We are number 8. We are Russia, for example, girls behind us. But we are not focusing. It's not the right crowd. It's not the right crowd for it. So it's very difficult for us in a position to explain that, okay, we are part of humanity, we are part of all post-Soviet condition groups. Why you are another part of post-Soviet countries, Maxim Caucasus, but no any when you keep some friends support financially, for Tajikistan, it's very difficult. Already Russian because mass media but for Tajikistan, very difficult. Because we are part of this region, we are part of Central Asia. This is just we are part of Islamic group. Thinking in Islamic world. Look at the people of Tajikistan, they are part of post-Soviet countries. They are not part of it. So this region is isolated economically, politically. That's very difficult. Донесений до населения информации о проводимых в данном контексте работах, особенно в наиболее популярных социальных сетях. Обобщенно совокупный комплекс данных мер государства направлен прежде всего на воплощение в реальности принципа во имя чести и достоинства человека. В результате за последние несколько лет обеспечивается положительная динамика социально-экономического развития Карабахстана. Хотел бы подчеркнуть,
что благодаря инициативе руководителя страны для Каракалпакстана выделяются большие средства на основе специально изданных указов и постановлений президента, постановлений Кабинета министров Республики Узбекистан. Спасибо большое. Thank you so much. And this exhausts. Огромное спасибо. Таким образом, мы завершили сессию обращений. Why do they join the army then? If they speak the Money, language? because they need the money. They are in Russia because of economic situation in country. So this salary money that they receive the Russian army enough for one country. You mean the Russian army? No, not Russian army, just in Ukraine. Economic difference, maybe before the war. The skill the project Russian army. We have more battalions. They are fighting with very severe. Because like Russia is Yeah. like all the other reasons like like local minorities, yeah, like Ukrainian. I don't know. We have our forum 10 countries including Pakistan, before it was against Putin, we should support Ukraine. It means that we are against that we should support. And this was one question on the interview. I think that yet kind of more sympathy among Muslim region the Central Asia as it was before. Yeah, now a lot of people they say that maybe the election So I think that now but please there is a policy conference group. You can talk with the people. Here only diplomats, but you need to talk with but I think that Ukraine has, as nation, as state, has sympathy in Central Asia, but there are not any countries could officially support it. They are visiting Moscow and Russia to avoid sanctions. And, but there are not any countries who can officially have strong position. Yes, supporting. In Caucasus, you have Armenia, a little bit Georgia. Armenia is supporting. Yeah. I
think that Ukraine have think also in Central Asia to have one such kind of country. I believe that Tajikistan could be a strong country when they come to regime change. Without that, it's not possible. But the question is, if Ukraine is ready to do this, maybe this our conversation not for is making your life. We're saying hello to all the followers of the channel that support democratic movements in Central Asia. Yeah, no, I don't know. But you are. And your first language? Честно говоря, я не знаю, где можно пообедать, но новое пленарное заседание мы возобновим в 3 часа дня. И я хочу прежде всего поблагодарить главных выступающих и всех участников, которые принимали участие, а также переводчиков. Спасибо большое. И это первое пленарное заседание завершается. Спасибо.